здесь вот так идет человек, он тебя по-любому вот так, он как будто чуть-чуть, возможно, поспокойнее. Я трусы переодевал, сказал, брат, вот это подержи, вот негр поражал. Don't tell me what to do, да? Здесь думают, бля, какой-то, наверное, Ты вот так будешь разговаривать, либо ты будешь разговаривать нормально. 아케 쿨리 호야 호반 이타미오 간주로 이타미오 간나요로. Скыр с Кыргызстана. Мен уйғурмын. Ну да, за это не надо извиняться, брат. Сабыр түбі сары алтын деп, ладно. Местные что делают вообще, типа, вы где вообще? Бәріне сәлем, сіздермен Brave Talks, әдеттегідей арнайы шығарылым, сіздермен жүргізуші Алмаз және Қазақстанда қонақтар десең. Я и гости нашей страны. Иә, керемет қонақтар әртүрлі елден көріп тұрғандарыңыздай. 1 мамыр бірлік күні құтты болсын. Мінекей, столдағы дастарханнан ақ көрініп тұрған шығар. Не болып жатқаны. Бауырсақтарды. Менің есімім Берік, мен бауырсақ алып келдім. Это у нас Баудзы. Это бурятская. Как раз Вика Буза. А, нифига, в честь еды? Да. Да? Ты прикинь, Это Бузы. Назим Цомян, прикинь. Офигеть. То есть, подожди. Серьезно? Ну да, в честь блюда называется. А, фамилия не Буза, да? Это ты назвалась в честь блюда просто. Все. Мінекей Буза. Ну да. Мына жақта Кадюри деген. Кадюри. Аха, бұл кореян. Да, это, Стритфуд. ну, можно сказать, это угощение. Это просто из южнокорейская рисовой или муки. нашинская? Это нашинская именно, да, это из рисовой муки. Хотя и в Корее тоже есть, просто по-другому называется. Просто кимчи не нашли мы. Кимчи не поэтому нашли, да. но есть рамен. А у таджиков это в продуктовых есть очень много вкусной кимчи. Все, Сеульский кимчи. да. У таджиков в Кыргызстане. Я просто Ты знал, да, вот это Сеул кимчи с Кыргызстана, на самом деле? А? Там делают его. Вот, Соул кимчи вот продают же, который за я не знаю сколько. Серьезно? Да, в Кыргызстане там написано Бишкек. вот у меня вот офф-топ, вот кыргызстанским рэперам, ребята, пожалуйста, вот вы упускаете. Если вы рэпер с Кыргызстана, можете, пожалуйста, начать трек с Кыргызстана. Вот так вот. Это у нас Это саңза. уйджуриан. Уйгуриан. Да, это праздничная тема. Столда обычно тұрмайды, В бұл основном мереке кезінде. екі мерекеде в основном айт пен құрбан айтта. Қайтып дұрыс атаймыз біз оны? А? Дұрыс қалай атайсыңдар оны? Саңза. Саңда. Да, саңза. Через ың. Солененький, да, должен быть? Ұйғырларда Можно сонда попробую? Может это... не саңза? Это же другой, Санзы, да? И, пожалуйста, Дэниел Сузина брачкаса. досымыздан бұл чизкейк. Әкесі Нигериядан. Чизкейк Нигерияда қаншалық жақсы көреді білмеймін, бірақ анасы Польшадан. Сондықтан польский... Нағашылардан. Нағашылардан. Блин, сенің аузынан нағашылар деген сөзді андай яра естіген андай. Не-не-не. Даниэль. Бірақ Даниэль, свой. Біздің піл. Я могу говорить? Можно. Свой нига. Ну, Не, это N-word pass, он мне дал. Можно, брат, қап-қарасын ғой. ну вот. Все. Он мне дал, Ему типа, no cancel, please. Нига. Типа, он разрешил. Я. Я прошел эту. Все, Нордпас есть, ну ладно. Ары қарай Предъявите электронную. Ой, ё-моё. осылай жиналып қалдық. Ары қарай, вот вы празднуете дружбу народа, вот вы 1 мая выходите. У меня внутри вот это ощущение. Каждый раз, когда вот 1 мая вот я иду по сторонам, вижу, хочется пообщаться с ним, сказать, сегодня же день, типа, вот мы же друзья. Мне хочется пообщаться с ним, сказать, ей шаңырақ. Шаңырақ қарап сөйледім. Знай, где ты? Ты в гостях. Жоқ, біз енді Қазақстан жалпы тарихтан біз білеміз, қанша көп ұлтты, мен қазір цифраны айтып қателесімге тұрған жоқ, 140-тан астам ұлт өкілдері өмір сүреді, сондықтан
Достық. Достық, ең бірінші достық қой. Ты свое не назвал, кажется. Бұл енді біздің бұл бауырсақ пен жент, құрт. Ешбір құртты. Жоқ, бұл біздікі. Болмай ма? Біздің жер. Қандай не жейсің? Қарным ашып кетті. Мне ірімшікті көрсең мне надо белок добавить. Жент жегенсің ба сен? Я білем. Жент білесің. Не, құрт та. Вот, қарашы маған қызық бэкграунд. Мысалы, Даниэл, сен Қазақстанда туып өстің. Иә. Вот, қазақша сөйлейсің. Қай қаладансың? Қай қалада өстің? Түріне қарап көбінесе адамдар шымкенттіксің маған дейді. Бірақ Алматыда туып өскен. Алматыда. Бұрыннан бері ол жерде. Бірақ та қазақша мен мүлдем сөйлемедім. Шала қазақша кішкене сөйледім. Орыс мектепте оқыдым, орыс университетте оқыдым. Қай уақытта үйреніп алдың қазақшасын? 12 жыл, 13 жыл ішінде. 13 жыл жетеді, что осылай? Иә, Смело. жақсы деңгейде еркін сөйлеуге жетеді. Ментально сен өзіңді қазақ сезінесің ба? Иә. Ментally. Жүрегім қазақ Жүрегім соғады. қазақ. Қазақша ойлап жатсың ба? Бірақ та у меня как все произошло. Негізі мен былай жүгірдім, орысша сөйлеп, жүгіріп, иә. Ну, мы же все, как бы говорится. Жақсы жүгіресің. Иә. Жақсы жүгіріп, особенно я, да. Жүгірдім и встретил свою любимую. И в этот момент остановился. Түрі қазақ, суы қазақтың қызы көрген кезде ғашық болдым. Познакомился, подошел спросить там, hello, how are you, can you tell me where is the nearest shop? А он маған қазақша жауап берді. Типа, мен сізді түсінбей қалдым. Велосипед, пожалуйста, дедім саған. И я серьезно тебе говорю, братан, это было вот здесь на Арбате рядышком. Еще фонтаны тогда были, когда его не снесли. А почему ты на английском подошел? Ну знаешь, я типа это пикап Daniel. использовал, Yeah, да, okay, понимаешь, okay. типа excuse me, can you tell me, да, no. Потом, если начинали встречаться, приходилось все время на английском общаться с этой девушкой. Да, уже спалился. Уже вот так разговаривал, типа, знаешь, чуть-чуть Russian выучил. Потом через неделю говоришь, Ну честно, до конца играть. А тут всю жизнь так это самое, ну его нафиг, лучше казахский выучить, да, и нормально с супругой там, ща еще вот рэп, английский, ну так и поехал. После знакомства с ней я пошел в Меломан, купил словарик, 3000 казахских слов и начал вот учить. Вот оно как началось. Сонда махаббат итермеледі ғой осы. Себе болды, да. Вот most, вот казахский мув свой назови, что ты часто делаешь, вот это казахский мув твой. Казахский. Ну какой-то казахский мув, например, вы... Опаздываю. Ну это Назим у нас это делает. Я сегодня опоздал. Сильно опоздал, 40 минут, ұят емес пе? Жоқ, ондай емес, негізі пунктуальный. Мен ешқашан кешікпеймін, просто... Не, кешіккен де жоқ, вообще бір 5 минут кешіктім, нормально все. Без световой минут. Световой. Негізі мен 18 жасымда тоже қазақша сөйлемейтін, вообще. Ноль. Кто? Спрашивал. Кто? Все, ладно. Неше жасқа шейін сөйлемедің? 12? 18. 18? Ұйғырша сөйледің ба? Ұйғырша да сөйледім. Орысша? Только орысша. Орысша и қырғызша түсінген. Ну, у нас я на барахолке вырос. И без университета там барахолка, и у нас где-то 10 времянок было. И в каждой времянке жило по 4 жителя Кыргызстана. И вот они только на кыргызском. И вот я первый язык, который выучил, это был кыргызский. Ты казахский через кыргызский выучил? В Казахстане. Ну да, что типа через уйгурский, через кыргызский. Вот, а уйгурский и казахский насколько они похожи? Ну вот не так, как... Условно, вот если как казахский кыргызский похожи или как казахский азербайджанский? Как вот больше на узбекский. Даже казахский узбекский? Не, узбекский больше похож на уйгурский. Потому что это Да, карловская это как группа. два ребенка, но от одного отца разные мамы. Something like that. Казахский это жокающий тюркский язык, мы ёкающий. То есть есть два типа тюркского языка. Те говорят ёк, те говорят жок. Мы ёкающий, вы жокающий. Вот и все. Что-то у тебя ёкает, короче. Меня ёкает, У да. тебя Люблю Казахстан. Вот когда... Да. Вот. Меня таксисты научили на казахском разговаривать. Ну там без шансов. Да, типа, тогда голосуешь, садишься. Там без шансов. Брат Казахстан. И такой чисто лайфхак, типа, аға кешіріңіз, вот мен ұйғырмын. Ну да, за это не надо извиняться. Хочу, бірақ мен қазақша сөйлемеймін. Давайте, пока мы не доедем, қазақша сөйлеймін. Я вот так прям практиковал. И келесі ақша алмайды потом подкаст. Тоже это как Дэниела пикап, да, движ. Ну, то есть кресін қазақша үйренен деп айтасың, ақша алмайды. Не, ни в коем случае там намерения не было. Ну, это... Ну, ты хотел практику просто. Да, практика, да. Кайф.
Вика, как дела? Нормально. Сколько лет ты уже здесь? 3 года. 3 года. Всего лишь? Мне казалось, что дольше. Ну, 4-й, наверное, пошел. 4-й пошел. Полных 3 года. И что, как тебе здесь? Классно. Ну, других народов не обижает? Не. Все. Расскажи, ни хрена не понял. расскажи, да, вот то, что вот человек жил в Бурятии, да, то есть, Ну, это же- я это же- западная бурятка. А чем отличается, вот, когда мы говорим Бурятии, что-то представляем? Вы в шляпах ходите? Ну вот есть республика, она находится на другой части Байкала, и есть Иркутская область. Это откуда я. То есть в какой-то момент буряты поделились на восточных из республики прям, а мы с области. Все, я понял. Это Бурятия или это Нет, это уже не Бурятия. Это уже это Россия, даже? Ну, и Бурятия это тоже Россия. Ну тоже да, Россия. в плане В плане новой... там это республика, это прям конкретно там. Да. Материк А вы это отдельно они живете? Гонконг. Да, а мы короче. просто в области живем. Гонконг. Гонконг? Да. Бурятский Гонконг. Что это? А что какие-то вот топ вещей, которые как-то у вас есть различия или, может быть, Ну, в Бурятии в основном в языке? исповедуют буддизм? буддизм, а западные мы исповедуем шаманизм в основном. Язык тоже, ну то есть разные диалекты. Что еще? Ну, там сколько процентов Ну и там населения? прям называют бурятскими именами чаще всего. А вот шаманизм это тенгрианство, да? Ну, что-то, наверное, Да. да. Язычество. Сколько процентов населения там на родном языке говорит у вас? Ну, кстати, очень Ну, мало. на Западе. На грани уже исчезновения язык. По Бурятии, ну и даже не скажу, ну очень мало. Но он же на Может, монгольский 10. похож. Ну да, это относится к монгольскому. Они А очень если есть какие-то мероприятия, которые национальные именно проходят? Да, Ну, конечно. часто, довольно-таки часто. Ну, раз в год, допустим, как у вас на Урыс, у нас с Агалгом, типа, празднование Нового года по лунному календарю, по китайскому календарю. Тоже это в Тоже феврале, У в нас, начале да, весны. 17 февраля. Вот это больше логично для меня. То есть, когда, типа, да, понятно, с детства поп-культурно, мы там видели фильмы, там мы, Жаңа жыл, это вот Крисмас, потом вот Новый год, первое. Но вот это ощущается как Новый год, когда вот все, мы выжили с зимы, вышли, сейчас тепло, Новый год начался. А то, что год начинается с января, это же римляне сделали. О, а вот что они эти нахуй римляне? Но, Чего вы не пригласили Рим? не, ну, Представительницы римлян. Алмазик, ну ты задайся вопросом. Дека на латинском, это сколько? Это 10. Декада. Да. Думай. Спасибо, брат. Я- Задорнов говорил. Вот раз про римлян, вот Задорнов говорит? Да. Вот тоже миниатюра. Человек в Древнем Риме заказывает Мне 5 шаурми. 5 пива, да, вот так. Или 10 вот так. Все. Да? Да. Эх, Так вот у римляне, нас да, подкаст. вот ребята, конечно. Так, енді көшеміз. Сізде тоже вы здесь выросли? Кто вы? Я один здесь живу. Да, я вообще, да, из Кызылорды. Родом. До 17 лет я жил там. Короче, Кызылордада туып өскенмін. Қазақтар арасында өскенмін. Аулада қазақтар, кілең қазақтар болды. Вот, сол үшін олар орысша, короче, түсінбейді мүлдем. Мен қазақша түсінбеймін, и вот Вот так коннект вы как-то находили. коннект Да, вот да, так да. нашли, да. И потом и в школе тоже, мектепте де қазақ тілі бұл бізде. Прям маған мықты ұнады. Мен диктантты мықты жаздым, короче, беске вот так. И маған вот тек қана ағылшынша, қазақша и бір алгебра, короче, жақсы көрдім мен. Остальное все. Тілдерге просто қызығатын, тіл үйренуге қызығатын адам, скорее всего, так. И я по нужде учил. Скорее всего, да. Но я по нужде больше учил, я так думаю, вот как мне языки даются. Я, по сути, не скажу, что я әдебиет, там, деңгейде білем қазақша или кәрісшеде. Я даже на русском могу такое не знать. Но, тем не менее, вот өмірде қолданатын қазақ тілі немесе там кәріс тілі мили вообще. Можно, смело. Газ, короче. А у вас есть что-то, вот, что вы традиционное? Не, просто у тебя такое лицо, это такое идеальное, с Сингапура. Да, с Сингапура. И он говорит газ, и у меня чуть ломается все.
Ну, все, Вот что-то корейское вы в семье делаете, будучи вот здесь? Кстати, да, вот у нас 5 апреля, допустим, это родительский день, значит, то есть мы к умершим ходим на кладбище, там у нас делаем обряды, кормим их и как бы общаемся, да, вот такой есть поминальный день родительский. И много, прикольно вот это. много на самом А то, деле. что выкапывать? Не, Не. Это не мексиканцы, это другой народ. Это эксгумация называется, потом это другой. Не, они же типа выходят. Есть же такой народ, который... Ну, они празднуют Это так, есть традиция. Они вот вытаскивают, получается, тело умершего человека, с ним фотосы, обратно кладут. Ты думал, тайна Коко вот так там? Ты думал, реально ходят скелеты? Не, погуглите, есть такой народ. Я забыл, как он, то ли Камбоджа, то ли что-то. Ну, может быть, может быть. Не, у нас Но я впервые такой такой дичь слышу. нет. Ну и в общем, на самом деле мы тут сильно прям укоренились, да, в Казахстане много чего здесь у нас и салаты, еда, и кадюри. Я даже не предполагал, что вот это может быть сегодня, потому что это одно из. Да мы там, да? готовимся. Вот. И Всю ночь чизкейк готовил. много чего здесь у нас в Казахстане, вот именно корейского, сейчас, именно нашего корейского. И праздники, короче. А вот скажи какие-то вещи, мне вот интересно было. Типа корейский и вот ваш корейский. Ага. Вот что-то, какие-то вот major differences. Ну я понял, да. На русском забыл. На русском Нормально, просто забыл. нормально. Сначала родились. Это же Корея. Вот айырмашылыктарын айтшы. Айырмашылык, в целом, схожести как таковое, это трудолюбие. Почему-то вот так получилось. У наших? Да, у всех. У всех корейцев. Мне кажется, еще, знаешь, такой момент, то, что там как будто по принуждению, здесь Просто по привычке. По кайфу. По вынуждению, короче. А-а. Здесь вынуждают, короче, да, а там принуждают их. А. Мы сами себя заставляем двигаться, а они там... А там кто-то заставляет. А там их заставляют, вот иерархия вот так вот выходит. Ну да. Они Конкуренция будут очень делать. большая. Да. Это вот схожесть, да. А различия, скорее всего, там люди, ну, уже другие, там и законы работают, да, по-другому. И в целом 95% только эта нация находится. Тоже о чем-то говорит, Ну да. то, что да, в голове засело. Плюс они колонии были, да, очень долгое время. Поэтому у них вот этот постколониальный синдром есть до сих пор, не иностранцев так, вот так смотрят. Еще 20 Чуть-чуть лет. есть такое. Еще да. А 20 чьи они лет. колонии были? Еще японская колония, А, 35 лет, нет, блядь, нет. что? 35 лет. А мы тогда в это время, наши корейцы, они были еще, ну, они жили на Дальнем Востоке, империи российской в то время. Потом мы сюда переехали, и вот мы другие, они другие. Северяне там вообще закрылись. Вы ментально сильно отличаетесь. Ментально сильно отличаемся, то есть они вот, да, будут все делать по правилам, да, по полочкам, как им сказали, там, а у нас, как хочешь делай, вот, типа того. А вот почему у них кимчи, а у нас чимчи? А У вот нас не чимчи же? Чимчи? это тот же вопрос, почему у меня Цой фамилия, а там Чвей она звучит. А. То же самое. Я думал, типа, там кимчинер, а тут чимчинер. Эй, да. Вот, так. Нет, твои... This guy stinks! Он мне постоянно комменты прям в тему накидывает, знаешь, про кимчи, чимчи. Как Не, делать надо? я фанат кей-попа. Типа, Да, я знаю. Я Big Bang, типа, Больше вот, меня знает Blackpink. больше 10 там Blackpink, типа, в кезінде почему-то заинтересовался там. Не то лицо, да? Вон, и... Вообще, да, от него вот так Кызылорда, газ, и ты вот здесь. Какой-то диссонанс, да? А ты на английском разговариваешь. Ну, это случайно. И вот еще такой момент, то, что наши могут языки учить нормально, типа английский там, и так далее. Мы же русскоязычные же. А у них что язык, то там акцент жесткий. Ну да. Вот этот момент. Они хорошо на бумаге знают все английский, но сказать тебе Ну, скажут, да. ты не поймешь. С буквы «Р» там тяжко же. Уф, нет. Ты же Вообще, был в Корее? да. Ты там как общался? На английском, ну, нормально, то есть... Ты в Сеуле где-то, Я да, просто в пиздатых районах, да, Ну двигался. да. Там на казахском Only отвечали. can нам. Да. Там, если ты настолько пиздатый, если вот на казахском говоришь, они постараются ответить. Шайкемс. Кстати, китайцы так себя в Корее ведут, знаешь, да? Прикол. Да. Они приходят такие в магазин и такой, Да, на типа, китайском. должны меня понять, это как так? Да, китайцы в любой стране так себя ведут. Да? То есть, что-то, да, они, типа, это им не принципиально, это Япония, Знаю, Корея, как да. это, как это. По идее, алмазом быть в какой-то азиатской стране вообще идеально же. Мне кажется, ты вот, Да, капец. типа, peak male performance in Ну, Asian там- type, как будто бы. Там In the прикольно. air. Есть такое, типа, вот он, да, типа, один высокий, красивый. Просто рост уже И какой-то, ты вот, например, в лифте стоишь,
с тобой вот так кто-то общается уже из-за твоего роста. Или вот так, вот так. Ну, или Типа, вот так, скорее всего, да. общается. Типа, ох ты, ебать ты, а что ты, все с тобой общается. Вот. Ты не планировал. С казахским акцентом, да? Ебать. Так не бывает, Ты точно китайский? Ну и что в Японии, что в Корее, что в Китае, да. Там реагируют скорее Рост, всего. рост Да, просто, да, да. да. Все думают, что я, именно, если я в Китае, все думают, что я высокий китаец. Если я в Корее, все думают, что я высокий кореец. Если я японец, что все думают, я японец. А здесь что думают? Здесь думают, бля, какой-то, наверное, Но не фартук. здесь думают, надо отпиздить его. Да. У нас вот, я, знаешь, что понял? У нас в Казахстане очень опасный NPT. NPC? Да. Да. Ну, условно, ты когда по городу ходишь, Ага. для тебя же все вот незнакомые, они же NPC. Да. И вот у нас опасные NPC. Очень опасно. Да. Они Да. типа наоборот, как в GTA, они тебя могут, да? Да, я не говорю, что казахи NPC. сразу. Они на звездочку набирают. Я просто в Турции, сколько, полгода жил, в Турции очень дружелюбные NPC. Но все меняется вот на 180 градусов до того момента, пока ты не познакомишься. То есть с казахом познакомился, все, Кент вот, реально, просто можно вот так вот Завтра у ехать. тебя бабки занимает, короче, в Ну, WhatsApp. не настолько, блин, Блин, но... ну еще как не настолько? Я вешаю монтаж, я делаю монтаж для Кронштейна, телевизор повесить. Мгм. И просто я нанимаю типа, потому что у меня нет ни перфоратора, ничего. Как будто если бы у меня был, я бы весь разъебал. Да ладно, я бы по-любому не смог бы сам сделать. Я звоню типу, говорю, можешь приехать сделать? Он говорит, да, там, что по оплате? Я говорю, ну вот столько. Все, говорит, газ, приезжает. Мы делаем это. Пока мы делаем, мы что-то общаемся. Он уходит, завтрашний день мне звонит, говорит, бля, брат, қалайсың? Нормально. 15 мың теңге жіберші маған, типа. Просто вот. Қазір керек болып тұр, 15 тысяч можешь мне скинуть? Я тоже лох, лошара, блядь, я говорю, хорошо, и скидываю ему 15. И все, он... Нет, потом мне, типа, нет, звонил, просто говорил, помнишь, ты мне 15 тысяч, я тебе должен. Если что, я должен, брат, я тебе... Можно еще 10 тысяч? И вот так он сейчас мне 25 тысяч должен, по-моему, до сих пор. Офигеть. По идее, если бы он еще 10 раз провел, где-то 1200, наверное, должен был бы, да? Ну, это уже вопрос лохоства моего, да? Мне кажется, это так не работает, жесть, типа на 200 тысяч. Там есть сразу 200 тысяч говорит. А так это точка невозврата вообще. Не, он, мне кажется, 3 раза попросит, 3 раза вернет, а потом большую сумму и пропадет. Вот такое. Либо так. Такой тоже есть. Да, короче, да. Наверное, часто вас спрашивают, откуда вы, приятен ли вам этот вопрос, или он немного раздражает вас, и вообще как вам живется в Казахстане? Да. Вообще 80-85% моих встреч на улице люди ожидают, что я буду говорить на английском. Иногда, то есть все зависит от ситуации. Иногда я соответствую их ожиданиям, говорю, oh, hello, yes, I'm from Nigeria, something like that. Иногда, допустим, там, я наоборот там казахша ура берем, чтобы сразу такой бумс, они такие, ох, басе. Можно сфоткаться. Да, я говорю, 500 тенге деймін, они такие, не? Не, надо 570. Это же не парковка. 570, В да. следующий раз 570 Один говорим. МРП, короче. Да. Если сели 10, он процент налогового. Я. Общий установлен. Вот. В целом, типа, для меня этот вопрос нормальный. Но бывает так, что, допустим, я там где-то стою, что-то чем-то делаю, и слышу краем уха, что там кто-то говорит, о, негр, пора жаловаться. Суретке жүрді сикнул, негр да мен тиктокта көрдім. А? Ты какой правильно боишь? Да везде вот по Арбату можно пройти. Вот. Ну, типа, конечно, там... чуть-чуть Ну так, да. Да. Я Мне такой приятно. поворачиваюсь, на них бросаю взгляд, и они такие гадают. Типа, либо мы негр слишком громко сказали, либо он по-казахски понимает. Либо он Типа, сейчас ствол достанет, либо Либо и то, и другое. грабит, да, и то, и другое. По-моему, он так... А насколько тебя вот обижает, когда вот так говорят? Типа вот, ну, N-word, вот насколько тебя... зная происхождение слова негр, да, его значение, да, конечно, мне неприятно. Но я понимаю, с другой стороны, что человек может произнести его не... Вообще для него это нормально, типа негр. Ну, вообще, большинство И- постсоветского пространства, они же как бы ничего не вкладывают туда. Да, Вот да. особенно кто постарше. Просто сейчас с этой глобализацией, у тебя интернет есть. Блядь, те 25, как будто странно говорить. Мне кажется, сейчас это чуть-чуть странно. 100%, это, Да. ну... В плане надо хотя бы осознать. Но я вообще без осуждения. То есть я переживал все стадии.
Вплоть до того, что там для меня как конфликты. чеченцеген слово, да, можно его подраться из-за слова негр там на улице и так далее. То есть, 100%. да, вообще изи. А сейчас я уже с принятием, то есть понимаю такой, да. Ну, да. Сабыр тебе саралтын деп, ладно. Потому что, например, я помню сильно бабушка, короче, она енді олар өмір бойы ауылда өсті, қайда шықпады, например, да, максимум олар қалаларға барды, там, типа, ближайшие города не видели, они же там не бывали за границей, не видели разных людей, разных национальностей, для них это, и вот она впервые в Алматы, в сторону Медео, и идет black guy, да, и бабушка, я вижу, как она, ну, пялится. Бабушка. Я понимаю, почему она пялится. Ну, то есть, ебать, но она увидела живую, может быть, впервые. И вот здесь что-то, я бабушке говорю, что, типа, а бабушка такая, ну да, ебать, вон он. Я говорю, ну да, коры. И он мимо проходит просто, и что-то, какой-то с ним смолток. Сразу что-то мы шутки, он что-то пошутил, я что-то пошутил. И клево у нас такой, знаешь, когда... Вот такой смолток, когда вот так вы пообщались, ушли, и вот еще вот так идешь. Классный смолток. Вот так, вот точно такое же ощущение. И вот что-то, и я потом говорю, блин, знаешь, говорю, вообще не хочу тебя обидеть. Просто вот бабушка в ахуе, она вот, можно типа чирикну еще, а я сам просто, мне с этого смешно, что я типа родителям отправлю эту фотку. Фоткается бабушка, и у нее инста есть, она выкладывает это в инсту. У нее в инсте, ну кто живые одноклассницы, пишут комменты. И пишут комменты, и одна пишет, типа, а у меня дед умер в 2016 году. И та пишет, типа, это что, типа, новый шал? И бабушка пишет, сары шал капут, но кара шал. Ну она с юмором она. Ну это понятно. Это в комментах, да, Байгатом? Да. А сколько бабушке лет? Бро, типа 75, может. О, прикольно. Новое развлечение, не у телека смотреть комменты, короче. Да. Но у нас, да, в Казахстане что, у нас расизм такой, наверное, да, не сильно обижающий, не обижающий. Вообще нет. В плане там нет, да, в плане там нет ненависти, как условный какой-то американец, который бы такой китайцу говорил, go back to your fucking China, you fucking Chinese. Ну типа, такого у нас нет, да. Я учился в средней школе здесь в Алматы, да, там в универе, то есть и вот детство, взросление, периоды и так далее. То есть среди моего коллектива, там, одноклассников, друзей, сокурсников не было какого-то буллинга, да, вот как сейчас там против этого. Против А какого ты года? Без боулинга 91-го. 91-го. На то время не было буллинга? Нет. Ну, Да. то есть Там были но либо черты, либо не было черты, типа на гопники. почве моего цвета кожи, Да? либо корней, да, и так Там далее. другое. Это было типа, ты с какого района, да, не со Да. своим, все, пойдем пообщаемся, ну, такой базар. Либо ты вывозишь там, Да, либо, да. да. Как обычно. Либо тебя загрузили и все. Тебя грузили? Это В потом. Казахстане какой-то у тебя был? Мне кажется, девчонки боулинг? там этот уже, такого не было уже. Ну, наверное. Ну, в Она Казахстане тем более, 91-го года далеко. А в России вот. был? Да. Да Вот ты мне чё? интересно, ты же там большую часть жизни провела, и здесь у тебя в новинку, наверное, все. Ну, то есть, не то чтобы в новинку, что мы, ебать, инновации хуярим. В плане, расскажи мне про свой опыт, как ты живешь в Казахстане, насколько тебе комфортно, какие-то различия, может, есть? Ну, в Казахстане мне намного комфортнее, чем Даже? в России. Почему? У всех глаза узкие. Да, ну то есть никто не называет, ну то есть все понимают примерно, какой я нации. Там. Чурка не говорит никто. Ну, Или говорит здесь? Ну, нет, Или там такого тоже в целом мне не говорили. все, типа, в все, России. Нет, короче, для говорю. нас это, подожди, для нас это прикол вот это слово. А для жителей Российской Федерации, А это то есть прям- кто, ну, Ну для нас это, ну, это прям оскорбление. это оскорбление считается. А, даже, да. да. Потому что мы не, Ой, я этот, вообще не хотел тебя мы сказать. не проживали Ну, это, короче, понял? Да. То есть, Для нет, меня, нас да, не- это такой, это прикол. Здесь она раз, и этот, это Да. инворд. Это, по идее, да, НВР. У нас так по идее. называли приезжих с... Колбиты нам говорят, например. Говорили. Колбиты, да. Это вот, это как чурка, вот так же оскорбительно, только к нам. ну нет, у нас это... Мне кажется, вот колбиты, что-то мягче еще, да? Не, чувак. Колбиты? Нет, нет? Это, я даже не Короче, хочу говорить смысл, это слово. Категория под категорию. Всё А знаешь, откуда Так, произошло, так. типа, это слово?
когда ссыльные еще в начале 20 века приходили, они вот этапом, когда проходили, уже они вшивые, короче, были за то, что долго не мылись. И біздікілер оларды қарағанда, типа, они говорили, мынаны қалы бит қой. Биттеп кеткен, типа. Понял? Типа, и от того, что они языка не понимали, они говорили, и вот это слово, короче. Вот оно происхождение. Да. Так. И что, здесь, говоришь, комфортнее? Ну да. Мгм. Ну, я не знаю, как это объяснить. Все равно из области, в которой я родилась и выросла, там такой процветающий, как это называется? Неонацизм. Шовинизм. Да. Вот. О, это все То есть по-другому относятся взгляды? Да, ну то есть как будто впервые человека видят азиатской внешности, и это всегда, любой азиат, это всегда почему-то китаец. Немножко странно. А правда, что там в общественном транспорте, если взрослый человек зайдет, ему место могут, молодой сидит, он не уступит? Да, Это в Корее так. И это нормально, да? А, кстати, Нет, я считаю, это нормально. это грубо же так делать. Но, слушайте, и в Казахстане я такое в Алмате вижу. Ну, когда еду в автобусе, я всегда встану. Ты что, в автобусе едешь? Не на житурях разве? Ну нет, ну то есть когда часто едешь. замечаю, что взрослым не уступают. Да Но это везде. как я вижу. Прикольно, что в Китае, например, это, то есть, условно, ты в метро сидишь, встал, там никто, во-первых, не сядет, может даже сядет, но то есть там не принято так делать. Может, после тебя не хотели садиться? Не, в плане, если это типа беременный человек или там человеку плохо стоять там, тогда может быть да. А так это даже как-то то ли типа это считается неуважительно, типа. Да, типа, чё, Ты не этот, садись, да, типа ты не в плане, можешь. да, что ты устал, Are you наверное. disabled, bro? Да, садись. Да, все норм, я стою, что ты доебался, типа, у них такое. Помнишь, когда, ну, я когда в автобусе ехал по студенчеству, какая-нибудь бабушка возьмет, типа, ёб твою, торн, а ты устал. Я в университете там работал, учился, типа, ну, у меня был хронический недосып, я вот так сажусь, сразу засыпаю, короче. И помню, дядька какой-нибудь, ёб твою мать, торн лежит. Да. И такой, блин, чувак, я тоже устал, типа, сидеть хочу. Я первый пришел сюда, типа. Да, а если, типа, молодой в добром здравии, типа, встал, типа, Да, уступил. В чем прикол-то? Все же платят одинаково, правильно? Вот, ну, обычные взрослые, там, 25 лет и 50 лет одинаково платят. Но у всех право одно есть. В Корее, допустим, наоборот, там, вот не оскорблением считается, наоборот, они, знаешь, стесняются. Это, если ты уступил пожилому, это значит, да, как будто у них сил нет, там, и нет энергии. Вот на свой счет они принимают эту тему. Они не обижаются, но они отказываются вежливо, типа, не надо, типа, не надо. Если садятся, они у тебя сумку забирают. Да. Вообще корейцы милые в целом. Да, кстати. NPC, вот как говорил. Вот у них самые вот безопасно, прикольные. короче. Короче, вот у них еще есть такое, что ты в общественном транспорте, ну вот, если ты будешь даже вот с такими, вот децибел примерно вот такой, я вот так буду с кем-то общаться, на меня все вот так, там тишина, все вот так посмотрят на меня, типа, вот в Корее, в Японии тоже. В плане это как, типа, лифт. Бро, либо люди работали, едут домой, либо едут на работу, мы хотим, да, в тишине поехать. Часть культуры это, Типа, хули ты орешь здесь стоишь. Типа, кто-то с кем-то шутит вот так, вот это там Я это не понимаю, сейчас здесь ужасно хожу. И такой, я сейчас звучит, наверное, ой, я ужас такой хожу. Но реально, после 7 лет здесь ходишь, вот так на тебя смотрят, вот так, знаешь. Когда тебе 8? Целый день. После 7 лет? Я 7 лет жил там. Все. Я сюда приехал, да, я смотрю, вот заметил, вот как ты сказал, NPC безопасные, там всем насрать на тебя. Идет вот так все в телефонах, в автобусе то же самое. Здесь вот так идет человек, он тебя по-любому вот так рассмотрит. Да. Вот так понюхает. Как будто отменят, да? Кого-то в трейсе отменят. Вот такая тема. Ну, прикольный случай из моей жизни расскажу. Еду машину оставлять, СТО-ға ше. Саяхат жақта, СТО. Туда оставил. И что-то Яндекс открываю, и там не реклама. 6,5 косарей выходит. Такси. Точно не Это реклама. еще комфорт, да? И саяхат конечная, и около моего дома конечная. 100 тенге на метро. Я такой сел на метро, Прагматично. стою, еду, 100%. Да еще быстрее, потому что ехать час 30. Пробки. Да, быстрее доеду, стою, что-то. И где-то 20 метр аралығында
в расстоянии 20 метров. Стоят два пацана, студенты сразу видно. И что-то былай играет, он не понимает, Талгат Итаев, Хаким Укарам. И потом на где-то театр вышел, подходит, говорит, что там, братан, жағдай болмай кетті ма не? Метрода жүрсің ғой, говорит. Типа, что у тебя, бабок нет, что ли? Говорит, на метро катаешься. Это страх есть такой, да, 325? И я такой, блин, ну типа, в Америке, да, вот. Наоборот, я этим, наоборот, флексил бы, типа. Да, типа, ну, популярные люди там ездят. Адам Эндрю Сэндлер, Гарфилд, да, да, какой-нибудь, типа, вау. Они, да, даже. И после этого я... у нас что, смотри на этого, вот так, да? У нас, если Дэниел Рэдклифф какой-нибудь ехал, Гарри Поттер, ты чё, я думал, ты на лимузинах, на фотоке, Киану Ривз? Но потом я им сказал, да нет, я им объяснил ситуацию. Они такие, братан, да ну. И потом, вот я же говорю, NPC у нас. Опасный. Я потом ему говорю, вот так-то, и они потом познакомились, они кентами мои стали. Он говорит, брат, а что надо делать, короче? Я им объясняю, типа, вот я вот эти, короче, пару советов, как молодым дал. И они такие, блин, брат, и вот просто, вот как вот, одни люди вообще другие стали. И у нас вот это вот очень сильно развито. Прикольно, знаешь что, вот насчет этого, мы на Допсе еще обсуждали, я говорил, что иногда складывается это вот и плюс, и минус в том, что мы живем в этой обществе. Иногда мне кажется, что в Казахстане я как будто не в стране живу, а в большой семье, где каждый может подойти мне, открыть мой шкаф, сказать, вот это что за хуйня у тебя? Кстати, да. Все, вот это давай нахуй, вот так. Все, давай вот это обратно. Ну, то есть, вот тебе вот так не надо делать, тебе вот так каждый может мне прийти, объяснить, что надо делать, или что я неправильно делаю. С одной стороны, меня это типа, это больше перекликается с, может быть, с lack of бестактичность. Польский. Бестактность, да, людей. Например, вот ты едешь на такси, в такси. Да. Білмеймін мен орысша. Ему вот такие. И вот таксист, например, вот он увидел у меня татуировку. Она у меня такая, да, веселая, как будто кто-то фломастером разъебал. А что там написано? Это ничего не, это мне бабушка нарисовала. Сад поливать там или что. Это бабушки, короче, вещи. Короче, я сижу, я понимаю, как бы многим может стать это интересно. Многие могут что-то спросить. Но есть же такой момент, типа, чувство такта, да? Вот, например, вот ты... Не, я сейчас буду сильно брать. Давай вот мы вот так едем, да? И он вот так делает, таксист. Смотрит, увидел он. Я ты, короче? Да. Вот так, ну типа. Он так и сделал? Да, и вот так он едет. Часы сколько времени посмотреть хотел? Не, он хотел татуировку мою рассмотреть. Вот так едет, и вот так делает. Чё это нахуй? Я думаю, блядь, как бы, я не против пообщаться про татуировку. Я не против, как бы, мен қолым сынып атқан жоқ, рука у меня не болит, когда ты вот так делаешь, даже нормально все. Просто как бы... Нежданчик, да? Да, они, то есть, настолько нам как будто комфортно в этом смысле, что, типа, ты как-то вот так можешь кому-то пиздануть, что-то, даже если ты не сильно... Понебраться. А вот теперь смотри, я еду, у меня на машине аккум садится. Вот, видишь, вот теперь смотри, хороший, вот. теперь он обратная сторона медали. Я останавливаю, просто вот так вот голосую и говорю первому попавшемуся мужику, я говорю, братан, у меня аккум сел, можешь, пожалуйста, вот так встать, я крокодильчики засуну, заряжусь и доеду. Он говорит, все, брат, смело. Я раз ему так 2000 даю, типа от души же, он говорит, он так бьет, хумаш, гонишь, что ли? Типа, ну да. Сел и уехал. Так и есть. Типа, где, в какой стране так сделают? Я человеку вообще не знаком, вот так сказал, я трусы переодевал, сказал, брат, вот это, подержи вот так полотенце. Он реально вот не знает меня. И вот так он стоял, держал полотенце, пока я переоденусь. Вот так он не делал? Не, он так не делал. Это где ситуация такая? Ты... Типа надо было... Не, надо было переодеться. Ну, типа, я сразу на барахолке там, типа, мерил что-то, ему так держали, на картонку ставил. Не, это у речки было. Да. Здесь ситуация просто такая, есть где трусы подержать у речки. У речки. Есть ли традиция или ритуал в вашей семье, который вы, ну, там, я не знаю, там, соблюдаете, и, может быть, это покажется странным для всех остальных?
Типа, это ритуал именно семейный или народный? Национальный, Народный, наверное, национальный, да, но сам народный. Культурный. Что? Так. Ну, у меня GTA Аташинде, я помню, это предков ели. GTA Аташинде? Соплеменников, да. Да, такая же история. Нормально, да, в Нигерии. Ну вы аппетитные ребята. No homo. Просто смотрите, как он. Смотрите, как он Но он мужик. аппетитный, базару нет. Да. Да, волосы длинные, что пресс, шмресс. We bring in the studio. Так, Ладно. Ох, блин. традиции. Какие традиции? Вот, я, например, да, разъебался с насколько Аткен чай, когда впервые... Соленый чай. Вот, я такой, ебать. Но не все уйгуры его пьют. Есть страна, и только западная ее часть пьет этот чай. К примеру, Восток не пьет, потому что это земледельческий чай. Для чего он создан вообще, этот чай? Он соленый, туда много-много-много хлеба, вот этот санзы кладешь, хаваешь утром, Ну, и все, это- ты до 4 не хочешь кушать. Это завтрак. Ты раз по земледелу покосил, что нужно, и соленая вода, она... Водно-солевой баланс. Изотоник. Изотоник, и он держит воду, тебе пить неохота. Электролиты. Значит, это научный напиток, да? Вы Ну, же от нас вообще, произошли. да, объяснение есть в этом. Да. А у вас есть какое-то что-то такое? Например, вот ребята Вот чай с солью пьют. Ну, у нас тоже чай с солью. Тоже, да? Да. Как вы Интересно, называете? У шаман. монголов это тоже. Про шаманов интересно. Как вы называете этот напиток? Просто чай? Уйгурский чай, наверное, нет? Я, кстати, в какой-то момент читала в целом, как произошла целая нация, и там было про уйгурский каганат, после распада уйгурского каганата. Два каких-то еще племени куда-то ушли, и вот там что-то началось, и вот спустя какое-то время буряты такие, знаете. Я же говорю, Тузхан. Да. не мире, прикинь. Мы еще, уйгуры, единственный тюркский народ, который палочками кушает. Вообще не захуй. Ну, Китай рядом. Типа, И вы оттуда... да, типа, я Хватались. люблю палками Я кушать. тоже. Хоть что, плов. Я, знаешь, как плов делал? Вот такой в чашку кладу и вот так кушаю плов. Я тоже рис люблю. Потому что это удобно. Ты наедаешься, и у палочек бамбуковых энергии как будто бы больше. Когда металлом касаешься, не очень. Я очень спешу всегда. Если у меня полная еда, я быстро должен съесть. Я пока жую, я набираю следующий. Пока я кладу, я уже глотаю. Ну, то есть у меня у меня нет перерыва. И вот мне помогает это как-то успокоиться меньше. По порциям даже ты меньше ешь. Ну, вот просто Лайфхаки факт. у вас, да? Ну, я не знаю, что, я не знаю. Какие-то Мне традиции. шаманы интересная тема. То есть для меня это дико, то, что кто-то сидит вот так в квартире, типа бум-бум-бум-бум-бум, завтра Да у тебя это пройдет все, голова. я уверен, все вообще, все в мире люди, вот Расскажите, они, пожалуйста. изначально их вера это вот Ну да. шаманичество. 100%. Это вот мы просто... Это еще традиционно, это либо остается, либо, условно, к нам же тоже потом ислам вторгся просто. На самом деле, у нас же были тоже, мы же, да, тенгрианство. Ну, у Поэтому нас- да. Вот в нашем есть, вот это только у нас в семье, не знаю, есть какая-то кость, ее ломаешь и сен джолун булат. У них тоже есть. Ну, такое. да, у нас это прям соревнование. А вы прям хуярите? Связано Священная кость. чья-то кость и твоя жизнь. Не знаю, осындай Типа, кость, атом білмейтін газ. Я не хочу ничего, просто логическое объяснение. Как? Это Кость? методом исключения, скорее всего. Типа, осталась одна кость, типа, давай предназначение придумаем, давай, и все, вот так. Не знаю тоже, как это делается. Ну ладно, да? Но вот такое есть. Просто То есть мы- у меня есть фундаментальное мнение на этот счет. Я же уйгур сейчас, а не ваххабит, поэтому давайте. Сейчас ты уйгур, да, пока? Да, я сейчас Всё, уйгур. всё. А у вас с костями как у вас? Это... У нас просто во время тоя есть такое, я хочу сравнить, насколько это похоже. Ломание... Кости. У них прям это искусство. Ты видел, Ну да. как они это делают? Типа техника какая-то, Да, да, определенная? да. Прям такие танцы у них. Ну, А это красиво. когда, Но это некоторые когда подают- застолье происходит или как? Почему нет? Это может быть прям полноценное соревнование. А, только вы где ебашите вот, кости? да, где Ой, по собираются разбиванию мужики костей. и прям вот чемпионат начинают. там Бурятии по... Как это называется вот это? Ну, типа, Ломание хребтовой кости. Нет, мне кажется, это как называется. Какой Наверняка. коптовой? Я не это. Наверняка. Как называется кость? Коптовая кость? Хребтовая. ЛХК получается. Я могу ошибаться, потому что я не внедрялась М-м. в это, Да, в это все. Ну, короче, Ну, it's типа, a thing, да, там? Ну, типа, есть момент, что некоторые прям вот вообще, вот один, был момент на каком-то шоу, один из представителей нашей национальности дал подержать эту кость А, мужчине. да, титаны.
Да, и тот его просто кинул об пол. Кто И его нашего размазал вырубил. нахуй. Что это Потом- неуважение это было. неуважение, Ну, конечно, конечно. конечно. Я видел, да. Какой-то поп ММА, Поп что ММА, ли, что-то да, такое, да. Он, короче, кинул, и на него наехал представитель. Прикольно, прикольно. Да, то есть имеет очень большое значение. А есть у тебя какая-то вот традиция? Традиция прям наша, допустим, мы как этнос здесь уже советские корейцы, да? Так, кореин у нас это третье поколение. Кстати, по поводу того, чувствую я здесь там своим или нет, это 100% да, потому что изначально я с этой ментальностью рос. Ну да. И до сих пор, даже несмотря на то, что учитель там брат Болден, да, там, Турден, в любом случае, Халастан, мен там туан жерім, да, и всегда жүрегіме болады, короче. Даже несмотря на то, что вот такие вот несостыковки происходят и на улице, что-то могут сказать, это нормально, это я уже привык. Просто отвык, вот не бывает такое. По поводу культурных, я думаю, вот для многих будет удивление на то, что мы на кладбище вот ходим, да? То, что Кстати, да. Что-то мы поклоняемся там, обряды делаем какие-то. Вот. Русские же тоже так делают. Русские так не День, делают. да, День матери. Да, это вот Они могут ходить, да, Пасха. но они не поклоняются, то есть у них нет вот этой соображения. А есть просто покормить там. Вспомнить. Как поклонение А происходит? поклонение это там в 3 этапа, короче, происходит. Вот. Ого. И ты сначала здороваешься, да, потом перед столом, как бы, и в конце прощаешься. Ну, если я не ошибаюсь, правильно так. Ну, это же не поклонение, это же типа... Это поклонение по 3 раза, прям вот так, прям до А, колена. ну как поклон вот, прям, вот, вот так, да, прям, вот так. нифига Прям, да, себе. это Я умер. никогда не знал. Ну такая А у тема корейцев есть такое, что чем ниже поклон, тем больше уважения? есть, да. Просто у японцев так Именно так это происходит, да. Но в целом это из одной вот этой стороны штамма. Ну да, это да, всё да, это там придумали. всё похоже. Да. Вот, кстати, как я прилетел в Корею, вот поклоны вот эти, да, руки уже отвык, там просто, вот так. Да, Вот да. так можете между собойчик, а если шеф какой-то придет, там по-любому, да, вот так надо хотя бы. Но если ты там провинился, то ты вот так, да. Двумя если- руками. надо. Да, это как, да, это как у нас двумя руками и Да, чуть да, вот, да. А у них руки вот такие какие-то ватные, короче, они дают, когда руку у них вот так, короче, и там они, понятное дело, что никогда не здоровались, короче, у них руки такие нежные, там раз, а просто вот так раз, постоянно, да. Бесконтактный у вас такой, Бесконтактный, да. А мне нравится, что вот, Не вот трогать, есть типа, да? вещь, наоборот, что мы как-то тактильничаем. То есть я всегда да. абстрагируюсь, когда вот особенно толпа идет здороваться, каждый пришел друг с другом пообнимался. Да, да, да. Или вот эта история, вот когда уходит, говорит, все общий. И вот пока уходит один, вот дает руку, и этот общий ушел. Типа, тебе надо каждому. Да. Надо снять скетч на такую тему. Ну вот мне очень это, наоборот, нравится. Еще даже вот тот факт, что это же тоже, наверное, из-за войн, что ты этим самым показываешь, что ты безоружен изначально, что ты показываешь руки ему сначала. Или the way we say hi, да, или когда мы там... То есть я безоружен, я вот с миром. Это происхождение рукопожатия, да? Я с миром. О, нифига себе. Или как почему мы чокаемся, cheers, вот это дело. Тоже из-за того, что Нет ли яда? Это символ того, что мы здесь доверяем друг другу, что могут мешаться напитки, и никто здесь никого не травит. отравит, да. На каком языке разговариваете дома с семьей? Всех Мы разговариваем на русском языке дома. У меня русский язык только знаю дома, казахского так. Понимают, но не разговаривают. То есть есть такая каста людей, которые понимают, но почему-то ленится говорить, и у них нет желания и Там предрасположенности. много блоков же. Да. А на Так, корейском? на корейский язык у нас на самом деле 90% уже забыли, то есть они не учат. В одно время из советских там запрещали все, и языки, и школы, и имена у нас все потом стали обычные такие, да, как Яша, Дмитрий. Саша, Дмитрий, Андрей, это вот прям перечислить каждый второй Андрей, Цой, там, Ким и так далее. И сейчас мы не общаемся на корейском языке вообще, никто не знал, я тоже не знал до 21 года, только после того, как я в Корею прилетел. Почувствовал, начал что учить. типа надо почувствовать. Именно так я почувствовал. Я даже не за то, что намыс там, да, гордость или там Да что-то просто мне это твои надо. корни. Я хочу Нет, знать даже язык. не из-за этого у нас. Я просто надо мне это.
Потому что там тебя никто не поймет. Ты будешь жить, Ты работать. вот так будешь разговаривать, либо ты будешь разговаривать нормально. плане, Я да. выбрал второй вариант, да, просто пойти изучить. Сколько времени потратил? Достаточно долго я всегда учил его. В течение, вот сколько я там 6-7 лет жил, я всегда непрерывно там. Ну там, да, среда практики много. И да. вот, кстати, ну, среда практики, это не значит, что там все так могут делать. У кого желание есть, тот пойдет, ну, у кого 100%. желания нет, да, и какие-то там амбиции, потому что Да. там работать вообще ни о чем. Вот ты если работаешь, грязно работать. Вот ты Клубнику язык соберешь. не знаешь, да, ладно, ты можешь там работать, да, но если ты язык узнаешь, там и больше возможностей. Ну да, да. Вот и все. Так есть. А вы, Данил? А, Даниэль. Мы дома орысша, казахша, екі тілде. У меня дети почти все ходят там или в казахский садик, или в казахстан таук. На английском. У меня мой отец, когда их дедушка приходит, он с ними на английском. Hey, grandkids, туда-сюда. Прикол. Это классно, это классно. Ну вы с отцом что- на английском тоже, да? С отцом, да, на английском. Мгм. У меня отец хоть и там 43 года прожил здесь, со времен КЗССР отец здесь. Но он знает больше. Ну, Он здесь живет или там? Здесь. А, да. Ему на Здесь английском. 43 года здесь прожил. Не, ну может он 43 такой. I will come back to my Nigeria. И улетел. Я же не знаю. Эй, woman, come here! Be back. Jesus! И он больше на русском, кстати, он себя поймал в последний момент, мы с ним обедали, он говорит, ты знаешь, я говорит, уже думаю на русском. А, ничего себе. Это 40 лет должно пройти, прежде чем. Ну, Прикинь, Прикинь. интересно. а у тебя, получается, дети, они даже не bilingual, они трилингвал даже. Да, ну английский у них так, Но всё Windows же. XP. Ну у тебя дети маленькие. Сколько? 12 лет дочке, Нет. Да не, просто среды 10 нету. сыну. Среды нет. 12? екі баласы 12 бар лет. деп қайтып айтасың, скажи, ёбаный. вот. У меня 4 детей. Төрт баласы бар деп. 91 год. 91 год. Вы что? This is the black mojo. Жестко Black 4, Power. Black power. да? Ё-моё. А Назим, вы на русском общаетесь, да? Да. Ну, у нас в целом уже... Ну да. У них если там не общаются уже. Ну да, да, да. У меня на уйгурском. У меня родители уйгуроведы оба. Там по-любому на уйгурском. Твой уйгурский билингв? и твой русский. Какой лучше у тебя? Мой русский? Я в русской школе учился. У меня в классе 14 русских было. думаете на русском? И, кстати, я этот вопрос изучал с одной женщиной. Она... Как я думаю. Майя Бакиева, она... Майя Мы с ней в Брюсселе, когда увиделись, ее называют королева стволовых клеток. Она вот в этой теме очень хорошо шарит. Она говорит, ваш родной язык это не тот, на котором вы думаете, потому что вы можете свои мысли контролировать. Это тот язык, на котором вам снятся сны. Вообще, прикольно. Дулат Исабеков, один писатель. Мгм. Я его интервьюировал когда-то. И он сказал, на каком языке ты видишь сны, на таком нужно творить. Он не сказал, надо общаться. Или что-то. Именно если ты хочешь творить, на каком ты видишь сны, на этом надо творить. Вот так он сказал. Прикольно. Да, но у меня на русском, потому что я до 18 лет никакого языка, кроме русского языка, не знал. Ну, Ну, еще... глубокие мысли, да, посещают вас, А? друзья? Ну да. Вообще Но это интересно. у меня, знаете как, я вот вообще уйгурам очень много льгот дают, квот всяких интересных по миру. Потому что как бы у нас своей этнической родины нету. Это Китай. Ну как вот. Автономия, да? Да, вот автономия, но автономия ее и трудно назвать. В итоге, к примеру, в Турции для того, чтобы получить гражданство, тебе год всего лишь нужно. Допустим, там у нас двойное гражданство запрещено, но вот, допустим, уйгуры Кыргызстана как за доброе утро делают, типа себе спокойно, второе. да? Да. К примеру, у меня родители жены, мой хайнджурт, они взяли себе узунденем. В Турции это вид на жительство на 99 лет. Ты туда летишь, да, просто приходишь, говоришь, покажешь паспорт. У нас в паспортах написана национальность. Так, покажешь, я уйгур. Они тебе просто дают ВНЖ в течение недели. Ну, опять-таки, сейчас из-за того, что наплыв после там, СВО дофига было русских. Война. Да, война, СВО, не знаю. Какая свобода? Война. Вот. И из-за этого, короче, вот эти процессы ужесточились. Ну, в итоге, короче, мы 3 года назад летели, просто мен қайын жұртқа барған, и для прикола, по ходу,
хотели замутить это ВНЖ. И в итоге я такой себя ловлю на мысли, да пошло все нахрен. Потому что по идее, там ждать нужно было 3 месяца. Мы вот приехали, 2,5 месяца проходит, и я просто не иду туда. Просто там последнее интервью, и тебе можно на 99 лет там бизнес открывать. Ты просто не стал... Я не стал, потому что я пошел, я пересрался с этим специально, чтобы мне не дали. Ты мог... Потому что, да, я не захотел в итоге. Не, маму оскорбил. Вот так. Да. Ну, я для себя решил, что все. Ататюрка оскорбил и уехал. Не, ну так уже я вообще даже там... Так бы тебя не пустили сюда. Я для себя решил, что все, вот Казахстан, это где родился, там и пригодился. И мне, кроме Казахстана, вообще нафиг ничего не нужно. Реально, никакая страна, будь то Америка, будь то что. У нас есть свои минусы, но плюсов дофига. Потому что мы сильно зациклены на всяких минусах, том, то, что вот человек там татуировку может тронуть или еще что-то тронуть. На самом деле это такая мишура. Очень много у нас классных плюсов. И 100%. если мы не будем любить как бы то место, где мы родились, то я не знаю. Но... Вот, к примеру, да, вот, допустим, я уйгур. Единственное, во всем же земном шаре, где вот моя нация может быть нацией уйгуров, это Казахстан. Ну это супер. Единственное. Почему? Потому что, допустим, в Китае все школы искореняются, нет уйгурских школ. Единственный город, это в Алмате, есть уйгурские школы на государственном уровне. Да, Из-за этого, к примеру, я не то, что из Казахстана, не то, что из Алматы, я с Ауэзовского района не хочу переезжать. Потому что в Ауэзовском районе есть 153-я школа, которая является достоянием ЮНЕСКО. И типа ее не уберут. И я знаю, что вот я детей собираюсь отдать в уйгурскую школу. В плане... Да, в Халхамане, например, я когда у родственников жил, я очень много, я впервые в Алматы тогда приехал, я тогда вот от Кинчая пробовал, я вот с большим количеством уйгуров тусил тогда, 3 месяца. И вот, что они сказали, нам очень комфортно здесь в Казахстане, вот так они сказали. Да, я сказал, классно. А вот эти вот люди, которые там что-то вопят, там, и так далее, это 1% из 1%, и то, скорее всего, там шпионы Китая, либо Америки. А вот что думаете насчет... Серьезно, я считаю, что это глупо гордиться своей нацией просто из-за того, что, вот, не знаю, в плане... Я лично ничего не сделал, чтобы стать казахом. Как бы классно. У меня очень высокая вероятность была родиться в Индии или в Китае, что там очень много людей. Но я родился здесь. И я рад, благодарен, мне нравится все. Я люблю нашу культуру, нашу литературу, все люблю. Но вот это, когда говорят, блядь, я там... Как объект гордости. Ну, в плане, почему я это должен чувствовать? Нет, смотри, объект гордости или объект гордыни? Да и так не работает. Мне это кажется, 2 разные вещи. Ну, понятно. Гордыня это другое. То есть, допустим, я там уйгур, а вы вот это, да? Меня беспокоит, знаешь, что здесь в этом вопросе? Что ты гордись своими предками. Вот тебе надо гордиться предками, потому что они были ого-го. Вот это пустое, фундаментальная гордость, она вот глупа для меня. То есть, когда нечего тебе продавать каких-то ценностей, азаматтық құндылықтар, когда нет, ты говоришь, ты гордись, что у тебя был Қабанбай Батыр, а насчет, не знаю, пенсии, что мы сейчас сделаем какие-то у нас траблы, давай не будем пока общаться, но ты гордись. Мы великая нация. Мне кажется, это у кого не остается, типа... Вот, вообще, когда ничего нет твоего. Ничего нету, да, за спиной там или твоего, чего-то. А чем еще остается гордиться, да? Да. Можно чтить, можно любить, можно делать традиции, можно быть как бы... Но казахтар, они же, казахтар же такие, вот казахтар, мы все такие. Типа по праву должны так? Ну, вообще нет. Я честно, допустим, я не люблю историю, типа, как таковую. Потому что когда вот за историю ты общаешься, всегда споры. Допустим, я оставил вот эти вот разговоры об истории, когда вот в Анталии жил, там мы сидели 8 уйгуров, и прикинь, и начинается вот этот разговор об истории,
и каждый свое мнение, и в итоге мы все что пересрались друг с другом. Хотя все уйгуры. Не знаете, Да. А теперь прикинь, мы просто 5 национальностей, каждый за свою будет лямку тянуть. Ну ладно, буряты от уйгуров произошли. Вот видишь, вот от вот такого, к примеру, Вика, она понимает. Ну вот. К примеру, да, и всегда вот эти вот ссоры. Мы, большинство, мы либо в прошлом живем, либо в будущем. Прикол, типа, вот мы вот такие были раньше, либо мы вот такие будем в 2030 году. А вот то, что сейчас, типа, вот около себя там дерьмо у нас находится под ногами, мы вот это не убираем. Да, можно же просто кайфовать от того, что мы разные, и что мы можем дружить. Да. Вика, я тебе на полном серьезе говорю, это в университетах Кореи преподают. Он заливает Вики, что корейцы произошли от нет, бурятов. один из прародителей именно буряты почему-то, вот мне говорят. Корейцев? Именно профессор, да, в Южной Корее говорит. Профессор? Что я не просто так там, типа. Надо Ну, учаться. нет, я знаю, что у нас, типа, мы по генам очень приближены друг к другу. Ну да, вот эта тема, вот я имею в виду. Ну, прародители же по генам. Как, Получается, тоже от уйгуров. У вас 3 родственника получилось. Да. как BTS Может, раскололся? Даниэль тоже найдет связь. Бурятский, Да, Африка. Бурятский турецкий союз. Бурятский театральный союз? BTS? Классно. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь чувствовали, что предаете свою культуру, адаптируясь к казахстанской среде? Такой Я достаточно такой хуйни А никогда не я там, да, такой. Я конкретно это почувствовал, когда в 2019 году мы были в Брюсселе, я был членом ВУК. Кого? Это Всемирный уйгурский конгресс. Ну, типа Алаш-Орда, только для уйгуров сейчас. Ну, реально, типа, это... Не-не-не, я тебе реально говорю. Алаш-Орда, брат. Это... Реально. Это всемирная организация, которая борется за права уйгуров в Китае. Да. И там 7 дней тренинга. В одном месте находятся все такие, ну, неплохо себя заявившие уйгуры из разных стран. То есть из-за там разных политических ситуаций там уйгуры уходят из Китая, грамотные уйгуры. И кто где живет? Там были уйгуры из Норвегии, Финляндии, там, Америки, Канады, со всего мира, там, Они из там уже Австралии. такие адаптированные, да, уже приезжают? Нет, там видно все равно сразу? культурный Сразу код у видно. них остался. И из-за того, что это все равно уйгуры из Китая, у них ментал вообще другой. У нас другой. То есть я, к примеру, я в 9-м поколении здесь, на этой земле. Там есть, к примеру, там, да, уже? да, другие там уйгуры, Рамзат здесь находится. Он, скорее всего, в 3-м поколении. Большинство здесь в 3-м поколении уйгуров. Вот как вы. И я там 7 дней нахожусь, и я вот уже все, они не вывозят моих приколов. Казахского вот этого, казахстанского Тут юмора. нация ни при чем, ты просто Да. никто не выводит. Никто не вывозит, не понимает вот этот наркоманию в шутках там и так далее. Просто, и я понимаю, что мне тяжело с этими ребятами. Потом звонят пацаны из Брюсселя, студенты, говорят, Назике, мы слышали, вы приехали. Здесь мальчик писает на фонтане. Да, давайте, что, увидимся, типа, вот мы студенты Брюсселя, там, я с Расулом еще был, Расик Абдулаев. И все, я приехал, я аж задышал, потому что типа, своих людей увидел. Хотя те были не уйгурами, те казахи свои. А там как ты чувствовал именно какой-то... Ну просто, ты вот, допустим, с кандасами был, вот находился долгое время, вот у них все равно отличается менталитет. И, к примеру, вот и потом раз через неделю, если ты со мной увидишься, ты поймешь, что типа, я хоть уйгур, наконец-то вот так. но свой, понял? И я тогда себя понял, все, типа, я вот эта романтика, все, я с Казахстана, все, и пусть кто хочет, что говорит. Единственный, кто похож, вот, уйгур из Кыргызстана, то же самое, только богатые. Очень богатые. Все уйгуры Кыргызстана. Если взять 10 уйгуров с Казахстана и с Кыргызстана, наши 4 будут работать при у них, бабках, а те 8. Вот прям вот такие, короче. Ну ладно, просто отлично. Просто факт. Еще, к примеру, у нас в народе, я вот очень люблю эту традицию. У нас женщина, когда рожает, она обязана быть у своей матери 40 дней.
Это кайф. Да. Как раз вот там это, послеродовая. да, и много типа чего. у нас в этом плане кириных не мучают именно после родовых, потому что У ингушей пиздатая традиция. Они после того, как вы поженились, ты не можешь видеть родителей жены. Вообще никогда. В плане, тебе нельзя контактировать с ними. и это норма. Какой кайф, скажи. Я в Анталии, мы вот живем там, ЖКшка, над нами живет семья ингушей. А чтобы ты понимал, я на тот момент живу. Я, моя жена, мой сын, тесть с тещей, их 3 дочки. И у меня невероятная теща с отличной такой энергичной тещей. Она такая говорит, что-то скучно стало. Звонит своей маме и зовет своего отца, свою мать. И мы так вот на Джума намаз идем, и идет Саид, вот ингуш. Я говорю, познакомься, это тесть, а это тесть моего тестя. Я специально говорю ему это, потому что у него это почти культурный сдвиг. То есть они даже... Он говорит, что? Они прячут же еще. Они как бы прячут, чтобы он не увиделся и не общался. К примеру, ты на одной улице находишься, вот у ингушей. Они вот так обойдут. Да, и они, если увидели издалека, вот тесть идет, они обходят. Они обходят. И это не оскорбление, это уважение. Это традиция такая. Да. Тоже не за хуй вообще. Тоже просто так, да, чуть. У ингушей есть такое, да. Типа, на, оставь, типа, да. Все, А у вас не что? будь спокоен. Что-то было, что-то... Какой вопрос, что ты передаешь? Как будто? Да, что ты передаешь свою культуру, Ну, пока вот за адаптируешь 4 под года. Казахстан. Ну, какое-то чувство. Я думаю, по-любому у каждого человека другой национальности это могло быть. Честно говоря, не замечала. Я наоборот, когда приехала, я как бы привнесла что-то новое. Там у меня большое... Казахстану. Ну, то есть многие узнали о Да, моем да, да. народе. Я говорю здесь о своих традициях. Не знаю. Да 100%. Ну, я, возможно, не так долго здесь живу, чтобы такая, типа, эй, заебал, вот так все. Ой, какие ужасные слова. Типа, чтобы ты себя не узнавала, такая, что со мной. Ну да. И домой я часто езжу, поэтому Вообще- нет такого. А у меня же нет по этому вопросу. Я, наоборот, заставляю людей чувствовать. Я в Китае вот так в толпе бата давала. Никто не хотел вот так делать. Всем казалось, что всем неудобно было. Я говорю, нихуя, держите. И вот так, я говорю, I'm just wishing things, не парьтесь, они меня и на английском не понимают. Просто все такие, мы сейчас кого проклинаем, что происходит. И в конце я говорю, и вот так, аумин сделайте, вот так, Аллах проделайте. И все такие, Они там ислам приняли, да? да, они такие, мы что-то неправильное делаем сейчас. Вот они по сторонам смотрели, ментов нет же, главное, ну ладно, типа. Там, кстати, это Попробуй реально, такое в Урумчи да, сделать. ментальность у них, типа, ментов нет, из-за вот этой темы, да. Когда в Урумчи будешь, попробуй так сделать. Почему? Для прикола. Я так не буду. Да, интересно. У меня такого тоже не было, кстати, по Не поводу того, что я предаю корейцев, типа, да, предал корейцев, которых никогда в жизни не видел. По сути, мы же уехали и все, и как бы всем пофиг. А все равно у нас есть вот это движение какое-то корейское здесь, ассоциация, бизнес-клуб при ассоциации, Театр. деловой клуб. Зайди какой-то. просто в Forbes, да, хотя бы там Ну, тоже это своя тоже ассоциация тема, маленькая. кстати, да. Это тоже тема Бизнесмены, благодаря... да, все корейцы? Да, это благодаря трудолюбию, я думаю, вот то, что рвали там все рекорды по бахчевым, там, да, вот именно вот эти, как это называется? По-русски как? Огород, садовод. урожай. По урожаю вот. А бахчевым били прям рекорды. пипец, американское слово, да? Бахчевые, потом рис, там вот эта вся культура, то есть сделали и да, респект, там, да, как бы, да. Респект. Я знал всегда, что наши есть тут респектованные, короче, поэтому я вообще не думал о южных корейцах, потому что они далеко так. То есть я знал, что есть казахи, есть корейцы наши. Все, я кореец отсюда. И это, наверное, в 10 классе это понял. Только что я какой-то, ну, Другой непонятный, да, типа, вроде там на русском говоришь, глаза узкие, в паспорте кореец, но рядом с тобой казахи, ты говоришь на казахском еще. И я не знаю, здесь я, как всегда, все равно чувствую себя самым офигенным. Еще у тебя Марк. Еще меня Марк зовут, Да, в тоже честь, непонятно. Toyota. Мне вот так вот А Марк назвали, был хорош. нестандартно, Андрей, типа, да, а Марк, не Андрей. Не там, Андрей, этот, нет. не Я Серега. знаю пацанчика его, ну а вон Айдар.
Ну да, Айдар. Да. Он Айдарцон? поменял имя Да. себе сам. Кореец? Он себе имя сам поменял, кажется. Да? Просто Да. он сказал, я там с Чимкента, и типа у нас вот так вот, короче, у нас казахские имена. Не Я знаю, говорю, первый раз прикол. такое Обычно, да. У него еще Кан, фамилия Да, да, Айдаркан, да. короче. Да, Как будто Айдаркан. просто Как Айдархан. видел. Как Мастер Кан. Да, да. Айдаркан. А может его мастер зовут? Да. Ну, в общем, у меня такого чувства не было, это 100%. Даниэля как будто тоже не было. Или было? Что я там предал кого-то? У меня, знаешь, как, у меня наоборот такое чувство, что классно, когда можно там и День Африки отметить. Да, на Урыс. Да, да. Да. И Всесторонне. когда я здесь в первом, во втором классе там бегал пацаном, меня отец там несколько раз в год отводил, где много было черных африканцев, все тусили там, да, взрослые, это самое, да. И мы с детьми там сами общались. Мы сейчас до сих пор общаемся, там Амината, ведущая Первого канала. Это какие-то праздники, да? Это примерно? были праздники, допустим, День знаний. Африканцы собирали нас, там, дарили нам учебники, еще что-то для нас программу. Новый год, Крисмас. День Африки, вот 25 мая. День независимости Нигерии и тех стран, представители которых здесь в Казахстане. Сейчас мы продолжаем. То есть непосредственно я на свое имя зарегистрировал общественное объединение «Африканский культурный центр» в городе Нифига. Алматы. Нифига. И мы на связи с африканцами в Алматы, в других городах. То есть вот сейчас хотим на объединение по Казахстану выйти. Встречаем официальных лиц тоже в этой делегации, там, допустим, Кайф. президент Того, там, Буркина-Фасо и других стран, когда приезжают на делегации. То есть мы вот создаем какие-то вот такие... Через вас еще вот эти поздравительные видосы проходят. А, да, обязательно. Обязательно. Я иногда сам участвую, как ты понял, в массовке. А вот у тебя в документах что написано сзади? Нигериец. А, ничего себе. Я просто знаю девчонку, ее Фатима. Да. Вот мы раньше в одном агентстве были, в 2013 году. А она говорит, у меня отец Конго. Конго, да. Конголиец. Конголиец. Как? Я конгуйка чуть не сказал. Ладно. В общем, а мать татарка. Или кенийец. Нет. На К, я не помню. Окей, окей. Конго, Я говорю, Кения, короче. А у нее русская написано. А, русская? Да. Это чтобы не париться. То есть, типа... Это в советское время так делали, да, типа подписывали? Да. Там как ты скажешь, так и сделать. Может быть, в тот момент, там, не знаю, между ее родителями какие-то там не очень отношения были, да, и мама когда регистрировала. Ну да, блин, в то время. У меня тоже Горсть Джонсон. фамилия по приколу тоже сделали. Раз Конго сказали, просто фан-факт. Река, которая пересекает дважды экватор Конго. Она вот так пересекает и обратно пересекает. Все, брат. Просто Бельгенге Маржан, да? Водоворот вот так, а потом вот так. Это Вот лучше, так. если бы я не знал этой информации. Да. Лучше живется. Еще в целом, кстати, много традиций, которые уже адаптированы, особенно вот корейских, уйгурских, в плане того, что у нас там едят лагман. И тоже биржский kimchi, там, или, да, например, чизи. когда на годик, сейчас у нас саугесу делают и дают на выбор А это ребенку. когда появилось? После как у корейцев увидели, давай тоже говорит, это корейский так что ли было, да? да? Это корейский движ, да? Да. Да. А, ничего себе. Там выбираешь то, что, да, Да. вот, типа, ты вот ручку выбрал, писатель, все, там деньги суют побольше, короче, корейцы такая тема. Прикольно. Деньги там. Ну, мы, например, беж готовим. Типа, когда вот гости приходят. Не, это беж по-любому, это будет. Это же именно столик для одногодовалого, вот именно сорванца, хотел сказать. И это у кого день рождения, как это? У вас же еще, типа, очень Именинника. сильно год, и, типа, 63 как года. свадьба, да, прям. 60 свадьба. 3 праздника. Ну вот он знает Асенди, там, Хангаби. да, Хангаби, Асенди, и что еще там? И Бамблби. Юбилей. Cardi B. Да. Ну, кстати, да, вот именно 60 лет, У кого это что? прям, да. USB. Хочется послушать Вику, Да. потому что Вика, мне кажется, единственная, кто вот буквально недавно переехал, вы-то здесь там родились и так далее. Она сказала, что не чувствует такого. Я Нет, меньше я в нее плане, переехал. хочется услышать, что для тебя было необычным в Казахстане и вообще, то есть какой-то новый взгляд со стороны, то есть ты жила там, условно говоря, там в России, приехала в Казахстан, и что для тебя было таким примечательным, интересным, наоборот, странным и так далее? Но в целом у нас достаточно схожий менталитет, уважение к взрослым, обращение на «вы». Наверное, традиции определенные. Восточный, да? И да, вот восточная у нас тоже. Скромность, да, там? Да. Да? Но мы как будто чуть-чуть, возможно, поспокойнее, Чем мы? чем вы, да. Но у нас Да тоже как вы гостеприимство. чуть-чуть Что меня удивило? Воровство.
невест. А. Вот, это меня вообще сильно У нас, удивило. если что, сейчас так не делают уже. Сейчас, Уголовка. если делают, то это В уголовка. регионах есть еще. Да, где-то мне сказали, что есть. Но в целом, это, что это уголовка. Если хочет женщина уйти, там бабушка на пол ложится, это уже у меня Да, шок если был. так происходит, сальтуху хуярь через бабушку. Смело. Ты можешь на нее приземлиться. Ну, это- Все с кайфом. То есть это был для меня прям шок. Дурацкая традиция. У нас еще есть бурятский час называется. Это когда тоже есть как сказать, в народе опаздывать. Опаздывать. Чуть-чуть опаздывать на час. То есть если мы зовем там на мероприятие, то это вот в 6 часов, в 7 часов люди соберутся. Вот я по И вот бурятскому я часу сюда- приехал. Нет, я когда сюда приехал, я понял, что тут тоже есть такая У тема. нас но у нас- казахские 4 часа. Нет, казахские сутки. То есть ты пришел, и, ну, то есть я кто пришла на мероприятие и ждала 3 часа. Да, Даже именинника, то есть человека самого не было. Я просто вот так сидела, и для меня был шок, когда люди сильно опаздывают. За 3 года я до сих пор не могу привыкнуть, что человек может опоздать на час. на Тоже больше. вот это надо тоже, это типа, это не круто. Говорить, что ну да, мы казахи всегда опаздываем, это не круто. Типа, блядь, зайди в Тугис, там пишут 46 минут тебе ехать. Почему ты сказал именно 46? Мне сегодня столько надо было ехать. Мне тоже, я тоже 46 минут ехал. 46 минут. И на 46 минут опоздал. И выезжай, и это я сейчас вообще ни к чему. То есть не надо это закидывать в, ой, ну это мы такие. Типа, Ты про это говорил, да, до этого? Типа, не надо гордиться просто за просто так, за чужой ну, то есть, казах, типа. да, да. Ну, короче, да, что, ой, ну это мы такие, типа. Оно не скоро уйдет, потому что это же кочевой паттерн. То есть кочевники. Допустим, к примеру, допустим, если мне куда-то подорваться надо резко, я всегда казахам звоню. А, ну да. Потому что у казахи испокон веков были кочевники. С севера на юг, с юга на север, война, жену оставил. Да даже без войны, Деревню просто чтобы сжечь. твой скот хавал Всё. нормально. Типа, Жайлауға көшесің. Постоянно, Қыстау. то есть у казахов нормально туда-сюда ехать. Вот, допустим, у уйгуров чуть-чуть пониже. К примеру, мне кенты не звонят, потому что я говорю, думаю, да. Вика, что для тебя здесь показалось красивым, но все местные считают само собой разумеющимся? Просто хочется напомнить себе, что мир вокруг да. прекрасен и твоими глазами. Не знаю, Да в целом ничего. природа, да, то есть многие местные, которые, сколько там, несколько поколений живут, меня еще прикалывает, что алматинцы любят, каждый коренной алматинец всегда скажет, в каком он поколении. Нет, еще ни одного не было, который не сказал да? бы, я в Мы таком-то просто не алматинцы, поколении. а я не алматинец. Типа это надо прям выебнуться, что типа, да. Ну, то есть да. все коренные всегда скажут, в каком они поколении. Всегда. Вот. И когда я говорю, вот, я ездила на Чарынский каньон 4 раза за прошлый год, то есть... Все такие, Все да, я, блядь, здесь. А я ни разу еще не... Я думаю, как ни разу? Это же так красиво, База. это же так близко. База, то есть база. это занимает буквально пару часов. В горы сходить тоже всего пару часов. Если какое-то любое большое мероприятие в каких-то красивых локациях, там в новостях пишут, вот, там много народу. И всегда пишут в комментариях, ну нет, местные дома сидят, нет, местные дома сидят. Я думаю, местные что делают вообще, типа? Вы где вообще? Что У за- нас бытовуха просто мы привыкли здесь находиться. Вот, Типа, Не знаю. вот от этого, я с востока сам, с Восточно-Казахстанской области, там очень тоже зеленое, много гор, озер, рек, Иртыш там, то есть очень красивое место. Я всю жизнь каждую, то есть я в интернате учился, и мне надо было по серпантину каждую неделю по 2 раза ехать туда-обратно, в Ускаман, оттуда, ну вот, каждую неделю. Я вот этот роуд-трип, я знаю каждый поворот, буквально каждый. И то есть, насколько я там часто был, и пацаны с запада. А в Ахтубе, например, во многих городах нет, не то что гор там, типа деревьев мало, просто есть земли, просто, знаешь. И пацаны, степь, да. И пацаны приезжают ко мне снимать, и они говорят, я говорю, сейчас вот серпантин будет, там будет красиво. И мы пока едем, они охуевают, каждую секунду снимают, такие, вау. Все это снимают, удивляются и такие, вот, да, серпантин. Я говорю, не, мы не доехали, пацаны, мы вот сейчас выезжаем только. Чуть едем, вот это, да, вот это, ебать. Я говорю, нет, пацаны, мы еще вот едем. То есть, они от этого охуевали сидели. Я вот тогда думал, что, блин, как клево, что
Шынымен, ты забываешься, когда всегда, когда каждый раз... Ты каждый раз так хочешь делать? Мы не ценим то, что Да, имеем. да. Ну, кстати, у вас здесь еще есть прикол, вот как ты говорил, что виляют тем, что, ну, я казах. И с гордостью говорят, ой, я там ни разу не был. Я говорю, вот, Кавказский озер, и он такой, да, я там ни разу. Я думаю, ты почему гордишься? У нас еще выебываются вот этим, 3 дня не спал, прикинь. Типа вот. Я не спал. Вот такие выебоны, вот. Странно, Бухал, то не есть спал. у нас Байкал, и у нас вообще обязательно всегда туда ездить, каждый сезон. Байкал же... Про Байкал. Типа, условно, Назим к Байкалу идет, говорит, Байкал. Ты, наверное, много раз слышал, я просто сейчас... Байкал, вот я же самый смешной, да? И Байкал говорит, конечно, Назим, и это же пиздеж чистой воды. Неплохо. What is this behavior? What it is? I kicked it accidentally. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Why did you redeem it? Я вот сижу, и вот здесь нога Вики, я очень сильно хочу сделать, ей говорю. И она говорит, у нас называют это как? Тика-тика. И я всегда спрашиваю, куда бы я ни поехал, я говорю, а как вы зовете кошек? В плане не зовете, а вот условно мы говорим кс-кс-кс. Да. Кто-то говорит по-другому. Некоторые говорят пс-пс-пс. Вот я после Турции пс-пс начал, потому что О, турки делают пс-пс. удобнее пс-пс говорить, чем кс-кс. Не знаю. Типа, сколько ты кс-кс Условно, минут делаешь? к собакам как? Кто-то говорит, да, кто-то говорит, разные. И Я говорю, китищи. меня в Камбодже удивило, женщина говорит, мы говорим типа, я говорю, вот когда зовешь, кс-кс-кс, вот так зовем. Она братишка так зовет, да? Она умирает со смеху, вот так. Вот так она минут 5 говорит, подожди, подруг своих тянет. Скажи, как? Я говорю, ну, кс-кс. Все. Типа, ебать вы будете. Что значит? Ну, не знаю, просто, я говорю, а как вы? Он говорит, мяу-мяу. Ну, Мяу-мяу-мяу-мяу. типа на кошачьем. На их языке сразу. Да. Мяу-мяу-мяу. Вопрос. Когда вы выезжаете за границу или общаетесь с иностранцами, что они думают о Казахстане? Самый нелепый и обидный миф, с которым вы сталкивались за границей. Самое обидное, то, что не знают. Ну, Борат говорят, да, часто. Не, Бурат, я не был в таких странах, где мне сказали бы Бурат. Ну, это американцы. Они-то американцы, да. Но, кстати, я вообще ни разу не ущемляюсь, или мне... То есть я просто говорю, эй, типа, it's not like that, we have Wi-Fi and everything, все нормально. А так, я считаю, что это одна, очень смешных, смелых комедий того времени. А я оскорбляюсь. Саша Барон Коэн. Я оскорбляюсь. Почему? Чё это? Вот у нас проводил мероприятие типа тимбилдинг. Все приехали из стран Европы и так далее, Казахстан принимал. И они назвали одну из команд Борат. Я сказал, переименовывайтесь, я не буду вести. Не, это прямо оскорбление. Конечно. И они такие, смеются, мол, я им объяснил, говорю, А ребят, кто это типа, был из Ну, вообще, да. группы? Индусы. А, это индусы? Они Тем назвались? Тем более. Да, там еще кто-то отдыхали, то есть, Они потом такие, don't tell me what to do, да? Ну, если не Потом я их казахи. троллил весь вечер. По Юмор краю есть ходим. абсолютно разные, везде есть грани его, да, Ну да. и те, кто там это воспринимают, типа, за смешно и так далее, ну... Из последнего, я из-за того, что тогда у меня, то есть я же тренироваться ехал в Таиланде, был, и там в основном все про бои, типа, и рядом бойцы, как бы ты с ними общаешься, они больше шарят за бойцов и так далее. И каждый говорили, Насытился мужской энергией. тестостерончика немножко с утра. И они говорят, типа, бро, понял, казахи, именно они говорят, Шавкат, он такой страшный, типа, those guys are scary, туда-сюда. И вот у меня оппонент канадец, и я ему подходил, там Каннабис. Канадец. Таиланд. Осталось примерно 7 дней до боя. Примерно неделька остается. И я доебываю этого канадца, потому что скучно. Я говорю, давай Типа, настолько с мужиками ты... Не, я плане говорю, давай трешточить. А ты с ним дерешься, да? Ты с ним дерешься? Да. А я с ним дерусь, а он такой очень добрый, знаешь, вообще у нас нет никаких. Ну Я говорю, да. пожалуйста, давай трешточить. Мы трешточим, перестань, не носим. Ну ты сам говоришь, типа, я до этого канадца, типа, тестостерончика там хапаю. Ну, ладно, короче. твой выбор, брат, я не осуждаю. И тот мне рассказывает, и мы там
в шутку друг друга трэш-точим, материм. И тут мне рассказывает, он звонит друзьям в Канаде, говорит, вот я там, мой оппонент, мне дали оппонента, он казах. Те сразу сказали, типа, бля, Парень, да? все, типа, no chance, they do it for fun. Они тебя написали Типа, по фану. аккуратно вообще. И я ему объясняю, брат, я вообще с творческой, типа, я вот в Казахстане, если, я говорю, ну, Брат, я ему вот это донести, я вот это донести пытаюсь, я говорю, видишь, я не в Казахстане, брат, ты не понимаешь, я не такой, как вот ты можешь представлять. Но он все же с таким менталити вышел, что этот казах меня убьет сегодня, вот такой. Что было в итоге? Так и вышло. Так и вышло, да? не, типа чем бокс и думал? казахи это просто... Я кикбоксингом все время занимался, и потом у нас там в клубе какая-то фигня произошла, из-за чего мы стали боксом заниматься. Чтобы ты понимал, Ноги переломали. там по кикбоксингу взять первое место, типа чемпион Казахстана сделать, Легче гораздо. изи. Да. Я вот брал золото по Казахстану. Приходим в Алматы по боксу, у меня там где-то 20 какая-то пара. Подходит пацан, мне лет 15. Подходит пацан, у него очень несуразно огромная голова, очень дурацкая прическа. Такой приходит, «Эй, привет, ты Мисанов?» Я говорю, «Да». «Блин, я с тобой в паре, давай покажем хороший бокс». Я говорю, «Какой айрам надо, конечно». Брат, я в крови захлебнулся. Он мне так, у меня нос в 3 местах сломан, и все 3 он сделал. Типа, у меня кровь изо рта выходила, типа, и я понял, что Это вас бокс, еще объявляют всё. только. Еще не начался бой. Да, типа, я вот так вот выиграл, об канат ударился, все. И вот, не, казахи бокс это... Бивол же говорит, что рождаются уже с разрядом. Да, стопудово. Типа, Ну, это короче, вот мне нереально. часто говорят, о, типа, Головкин, за Головкина Да, шарят. да. Зависит от какой-то парадигмы, да, то есть... Еще на Burning Man же юрты были. Юрты были огромные. Вот теперь о Казахстане еще больше Нашли знают. там, да, короче, свою тему. Типа вот таким вот. Димаш тоже, куда Димаш. его В творчество. Китае за Димаша вот я Наброска, делал да? эксперимент, прям спрашивал, у моего агента я спрашивал, вот так я долго говорю, Димаш, ну, объясняю, вот у вас была программа вот так, она вообще ничего не понимает, говорит, Димаши. типа не понимаю, говорю, Димаши, Димаши, и что-то достает Татуировку. Сейчас, подожди, с телефона мне достает видос, и вот его Димаш Клаверген, грилзы. И вот так показывает видос, говорит, вот это же? Я говорю, да. Я думал, она покажет вот это же, я скажу, да, и она выключит и дальше займется своими делами. Она говорит, вот это же? Да. И вот так опять полностью досмотрела, вот так, эх, бля, разъеб, типа. Сколько минут было? 4? У китайцев просто есть такая тема, знаете же, когда чем ниже голос у мужчины, тем больше доверия создает человек, типа, Не знаю. психологически. В Китае, наоборот, ценится, чем выше голос, тем их это прикалывает. Поэтому, когда Димаш там своим Ну, еще, альтом... знаешь, что они вообще с ума сошли. еще знаешь почему? Потому что у них же коммунизм, атеизм, все такое. HDMI, вот это ЛГБТ, Да. HDMI. Да. И они их все равно хотят верить во что-то. Типа, человек, он так создан, чтобы во что-то верить. И когда вот он поднимает вот эти вот ноты, для них это что-то духовное происходит. Поэтому многие там чуть ли не молятся на Димаша, на Витаса. Ну вот, что у них даже культурно, они специально, искусственно чуть выше делают голос, когда разговаривают. Условно, есть же, когда пацаны там с девчонками разговаривают, сразу Да. вот так разговаривать начинают сразу. Также. Дорогая. И также и девушки, что они какие-то слова, даже они добавляют ла, окей, ла, let's go, ла, умиляют, все как-то уменьшают. Да. И чем выше, тем прикольнее. У японцев тоже вот эта история. А у корейцев, не знаю, такого не Нет, замечал, да? кстати. Нет, есть у девчонок, когда, да, они там, а потом, привет, и потом вот так. А у пацанов такого я не знаю. А у Это ладно, я бурятов сейчас... так делают? Я сейчас расскажу вам одно кое-что интересное. Короче, у меня друг на серьезе думал до 23 где-то лет, что корейцев, короче, казахскую армию не берут. Казахстанскую армию корейцев не берут. Ему, короче, И сидит он в компах. его по ушам, короче, проехали, этот дядька какой-то. И этот, там у них Кент, короче, кореец тоже был, видимо, да. И этот дядька, видимо, там, они
выпили там, и начал подшучивать над ним. И говорит, вот, типа, вот дядю там этого не берут, оказывается. Не знал, что ли? Нет, не знал. И он так и думал, короче, потом мне говорит это, типа, а я думал, тебя не берут, что ты в военкомате, говорит, там ходишь туда-сюда. Он думал, что Недавно корейцы узнал. негодные все. Давайте так, что бы хотели бы сделать в Казахстане, чтобы это стало нормой? Типа вот, Вот смотри, есть потенциал, чтобы мы стали известны как очень технологичная страна. В плане, у нас очень крутые IT-специалисты, IT-шники очень крутые. крутые, не знаю, крутая банковская система, одна из лучших мира и так далее. Ну вот, по этим вопросам прикольно было бы быть. А мы и А так в целом. креатив? Креатив, наверняка, да. Вот я бы, наверное, хотел, чтобы у нас в стране было типа абсолютно нормальным и было бы позором, если ты не обращаешься к психотерапевту. Это хорошо. Интересно тоже, да. Типа, да, Типа у нас подсадить же- народ, да, на терапию. Не то чтобы, но типа, чтобы люди следили за своим ментальным здоровьем. Либо, Типа, и как это минимум, норма. не смущали людей, которые следят. В плане, чтобы Нет, типа, не осуждать их. Да, если человек ходит с какими-то навязанными дурацкими паттернами, и типа это было бы не ок. И люди говорят, ты что, не ходишь, что ли? А, Ты да. классно, да? Да, наоборот, осуждали за это. У меня есть мой личный. Хочешь, вот. Давай мы- это? Да. Да. А это не помешало бы. Вообще, Да. постсоветское пространство все с биполяркой нахуй. Все, Да. все наши, особенно предки, родители, все со многими психологическими травмами. на самом деле. 100%. И это все передается с поколения в поколение. Классно. И Классно, ходим. Мгм. супер. Отлично, переходим к интерактиву. О. Я зачитываю традицию. Ваша задача отгадать, чья это традиция. Let's go. На похоронах этого народа принято смеяться и рассказывать смешные истории об умершем. Плакать нежелательно. Смерть — это праздник перехода, а не трагедия. Nigeria? Мексика. Мексика? Причем тут Мексика? Не, мы Среди же наших мы же? не среди нас Среди нас? или в целом Нет, по в миру? целом, А, Ой, блядь, тогда это Мексика да. могла бы быть. Да. Ну я думал, я просто Ну, это подумал, скорее, что что вряд что-то ли буддистское. корейцы, вряд А, ли. знаешь, я- это Там страна? исключение. Страна или континент? Я маму, что, где, когда. Страна, да? А господин капитан, кто будет отвечать? Подождите, мы еще нам надо обсудить же. Да, не, Да. У кого такие? Я сразу Ну, фильм «Тайна Коко». Вот вспомнил. я тоже. Мультфильм. Мексика. У них вообще у латинцев такое отношение. Они they celebrate that. они еще в Кока-Коле молятся, но это ладно. Ну, смотри, принято смеяться, прям веселиться. Да, да. Ну, это может быть легко какой-нибудь, знаешь, типа Перу, типа вот. Южная Америка. Очень, да, какая-то. Давайте пюре, я правильно. чуть-чуть... Да. А вот Это направьте вы- нас. По континент. Мгм. Континент? Южная Америка. Нет. Не, Евразия. Не Это- северная, не южная, да, это буддизм больше к Евразии. Евразия. Мгм. А, Ну, Ну, и- а и- больше не Азия конкретно. или Европа? Европа. Сразу страна на это. Европа. А это Скандинавия, скорее всего, типа Больше Норвегия, что-то такое. Вот Да? что-то Скандинавия? Исландия, Дания. Нидерланды. Финляндия. Эта Гренландия. страна входит в Великобританию. А, Шотландия. Ирландия, Северная Ирландия, Ирландия. Северная Ирландия, Ирландия, да. нихуя себе. Northern Island. Прикольно. Northern Вообще, как вы относитесь к Prikольно. этому? Walking Это Bags. интересно, что вы думаете? Блин, Мне кажется, есть это один, классно. Смеяться на похоронах. есть просто. один комик, Все равно все мы когда-то умрем. есть один комик, который он перед смертью записал аудио И в поставил колонке. в гроб, да. Да, он записал аудио, где он орет, типа, здесь темно, блядь, что происходит, типа, вы что, меня закопали? Знаешь, вот такое аудио он записал, пранкануть семью, и в гробе вот это играл этот звук. И все смеялись и плакали одновременно, потому что, ну, типа, в плане, это Смешно смешно, играл, это да. его последняя шутка, я Было считаю. очень строго училка. Да. Смешно. Мгм. Поэтому это Интересно. прикольно, наоборот. Я отношусь очень позитивно к этому. Классно. Следующая традиция. Когда... О, еще. Я вчера плакал. Вчера плакал из-за рилса. Там пацан, одетый вот так, в платье пришел. И сам рыдает, ходит на похоронах. Оказывается, он поспорил с другом, что кто первый умрет, тот, то есть друг придет в платье. И тот с платьем сидит, плачет. Очень трогательное видео. Тоже. Все. Отлично. Следующая традиция, когда человек чихает, окружающие молчат. Не говорить, то есть говорить «будь здоров» не принято, Это это много. считается Корее дурным так это. Это знаком. много где. В Корее. Ну, Корее так. откуда вот вышло? Вот Китая. очень близко. Япония. Да, Японцы, верно. японцы, Это да, да. японская традиция. Но это То интересно. есть ты игноришь, ты делаешь вид, Мгм. вежливо делать вид, что как будто этого не было. Кукол, что ли? Вообще.
Чтобы не смущать этого человека. Вообще, да, например, но я люблю, когда мне говорят, я сам говорю, извините. Что ничего не Вот так, произошло. в такси я, например, чихну, скажу извините. Чтобы он мне сказал, будь здоров. В исламе прикол то, что если человек чихает, нужно сказать ярхамукулла, и еще человек, которому сказать, тоже должен ответить. А что это значит? Ну, что-то типа благослови. God bless. Да, God bless. У нас на Востоке, кстати, прикольно, у нас не говорят саубол. Это же мы перевели с «будь здоров». Да. У нас говорят первый раз кто-то... Джарахмала? Нет. У нас говорят «бир тэнгр», «дай Боже». Тэнгр это тэнгри тоже. Да, ну... «Бир тэнгр», «дай Боже». Второй раз 500 жылқы, 500 лошадей. Третий раз чихает, «жарты маған, жарты саған». Да, ну... Да, ну вот, то есть... Видимо, у вас там нет ни у кого аллергии, да? Типа чихать это редко. Максимум 3 раза. Типа тополиный пух, Жара. да, чихнул 7 раз. Не пидорас. Бля, это идеально, мы просто... Начало. Кстати, Джарахмала оттуда и произошло. Да, Тоже, да, да. я в курсе. Следующая традиция. В этой культуре Новый год празднуют не зимой, а летом, день летнего солнцестояния. После 21 ночи июня. танцев, да, игр и пира все вместе встречают рассвет, протягивают руки к солнцу и просят богов о здоровье и удачи на весь Камбоджа? год. Бразильцы могли Ну, бы. это очень близко. Да, Ну, вот что-то это Азия. нижнее. Юго-Восточная Азия, мне Е- кажется. Таиланд, Вьетнам, там. например, они Есть еще делают песня такая. Лаос. сонкран. Орша песня есть. Три девушку. колодца, учкудук, 3 колодца. Про девушку Девушка этой севера, национальности. девушка... Нет, этой национальности. Девушка, красавица. Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико? Девушка, Монголия, вот Пуэрто-Рико. близко к этому, где там вы? Камбоджа, вот это. Лаос, Камбоджа, Таиланд. Где Нет, дева- Таиланд. этот, Нет, Аудио, Ой, ба. песня из девушка какая-то с той национальностью. Это популярный Элуан или кто? Якутия? Якутянка, Да, якутянка. это... Якутия. Египетская традиция. летом они празднуют. Да, Якуты. да. Что? Просто Камбоджа я и не Якутия, подумала, они я- разные, далеко просто. Ну да, я такая, возле Камбоджи, окей. Да, я начал думать про... А возле Камбоджи Якутии нет там. Да, Я и- говорю, к Монголии. А я еще понял, сказали девушка Монголия, это типа Пуэрто-Рико, Камбоджа. это не Я Бузовик. Камбоджа сказал, я Монголия ни разу Камбоджа, не Камбоджа. Я из-за Ни этого... разу не Да, сказал да, Камбоджа. гайлайтинг. Ой, Монголия. Конечно, у них зимой там нечего праздновать. Кстати, логично, Да, что они логично. летом. Почему летом? Ну потому что там Потому что пизда зимой у них холодно. минус 60. Типа Тоже что верно. там? Как-то не Они- попразднуешь, да? Да, там в 7 слоев одеваются. Ну да. Да. Они, кстати, здесь в Алмате проводят тоже, потому что здесь очень много якутов. А вы вот насколько... Что-то ни вы разу как не казахи видел, и что Василина киргизы летом тусила. похожи? Да, видел? Он очень Не, разных там ходил. по-другому, кажется. Вы как похожи с якутами? Как казахи и кыргызы похожи, да? Нет, Не, вообще разные. Вообще, да, Якуты, вообще они разные. тюрки, они Как- от А мы монголов. монголы. Точно, Мы точно. к монголам относимся. Да, точно. Прикольно. В деревне у каждого жителя вместо имени уникальная мелодия. Мама придумывает ее для ребенка сразу после рождения, чтобы позвать человека, не кричат имя, а напевают его мелодию. Sounds like Две Africa. одинаковые мелодии не существуют, даже после смерти человека его мелодию не повторяют. Каноха, прикинь. Вот это где? В какой стране? Это либо азиатская Ну, страна. где любят петь? Уганда? Филиппинцы очень любят На петь. зиму. Филиппинцы классно Очень поют. близко. Мгм. Какая-то задача. Пакистан, Афганистан. Пакистан. Пакистан. Этот, я Нет. понял, там рядом что еще есть? Нет, прям супер. Вы сегодня пародировали раз 50. Индия. Индия. Индия, Да, точно. Индия, да. Индия. Индусы, да? это Прикольно. Как вы относитесь к этой традиции? Типа В мелодию смысле, придумать? как? Это... Они вот, не знаю. Не, к примеру, если сын родился темненький, там, аке кули гоя гобан, это вот все, с ним надо. Серьезно? Серьезно? Да. А если дочка, то кали калине джит хамаре гунджи сабухуша, и все. И у всех разные. А если два брата, там одинаковые Амджи корни, сори тарга тархи яхи Ну, хамарата, это это другое. вот уже на третьего. Да. Но это прикольно, это как, знаешь, аналогия на районе, это удобно, во-первых. На районе, или ты вот так не будешь делать. Эй, кім, Самат, Ержан, Марат, Ильдана, Келіндер. Вот так. Чтобы одного назвать, ты шестерых не будешь называть. Ты его знаешь песню. У вас есть такое, что у вас называют ребенка, допустим, как на казахском будет, страшненький? Да, есть. Да, жамамбала. вот У так нас, вот да, говорят. хуя Это такие. чтобы не сглазить. Да. Вот у нас же на районе есть свист. Есть типа, ты знаешь каждого свист. Ну, было так, сейчас уже нет.
Ты знаешь определенный свист, что вот так свистит, это Самат. Меня, значит, Самат зовет. Еще по какому формату он тебя зовет? Типа за хлебом сходить? Типа кто-то... Черная автомасса, ты... Да, определенный свист. Прикольно. Окей. Кто-то пришел отжимать часы, либо это Марат, да? Да. Непонятно. В Ты этой- вообще в то время часы носил? Типа, нахрена часы? Ну, это так, ну, так. В смысле, в то время времени нахуй не нужно было? Нет, типа, ну все равно отожмут же часы. типа. Следующий у нас интерактив. Мы будем вам показывать лица девушек. О, Ваша мы должны задача Отгадать национальность. отгадать национальность. Да. Я в этом, по идее... О, я люблю. Я плохо. думаю, тут вот так вот будет всем видно. Она с Кавказа. Курдянка. Она либо Дагестанка. армянинка, армянка, не? Да, армянка. Да, нос такой. Told you, Это bitch. точно не Дагестан, брат. Еще и мужчины Найджирия. приехали. Нет, это Такой сложный Конго. вопрос. Это похоже на Конго. Brick by brick. Клик, Британцы. клик, клик. Не, Именно похоже на... страну надо? Нигерия, скорее всего. Не-не-не. Ну, национальность. Очень на Конго похож. Ебать. Вообще. Серьезно? Похож, Кения, похож. Кения. Африканец это нация? Нет. Ну, это в Африке, да. Это как Ну, это в азиатская. Африке. Судан? Не кенийц. Как европейцы. Это же континент. Африка, что там есть? Это Это ганец. Гань. Гана. Гин, Стыдно Даниэль не знать. Ну, айпа. Грузин. Нет. Еврейка. Да? Грузинка. Да. Нормально. Да-да-да. Либо Индия, похож на Индия, Индию. Пакистан. Да, Индия. Индианка, то есть Да, сильно я по понятно. запаху да. Индусская понял. индианка. Ой. Индийцы. Это... Да, Индийцы. да. Есть похож на казах с длинными волосами. Это OG американцы же. Это Британка? могла быть Ирландка. Шотландка. украинка, могла бы быть. Рыжая, ирландка, скорее всего. Близко, ислам. Исландия. Исландка. М. Там одна буква, что там туда-сюда. Туда-сюда. О, это этот Шикобев. Бенгал? Мексиканка. Нет, это не мексиканка, это что-то типа. Африка, Африка. Похоже, кстати. Камбоджа. Да, в эту сторону, да. Как будто у нее есть фотка после пластики. Малазийка. Филиппины, Малайзия, Индонезия. Не-не-не. Индонезия, нет? Мне кажется, это возле Пакистана где-то. Пакистан. Не-не-не, это, видишь, у нее волосы типа Я не вижу распущенные. волос. Это значит что? Аргентина. Это... Африка. А, Африка, нифига. Африка. Конго. Я думал, это сестренка Умбака. Кения. Не? Танзания. Тинки в дом, правда. А? Камерун. 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 Блять, да, Ну, Самуэль это сразу тоже. же понятно. Похоже, Камерун. Да, сестренка его, да. О, өзіміз. Казах? Казахский, казах. Кыргыз. 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 Да. Киргизский. Возьмусь. Кореец. 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 Да. 100%. Ну, Там даже же гадать актер. не надо вообще ничего. Это актер, да? это же ваша фотография. Но у меня прическа не такая. Кореец. Так. Марокко, марокканец, точно марокканец. Марокко, Блять, да? я их сразу знаю. Да. Как ты их Ну, знаешь? я работал с ними. Я тоже работал марокканцами. Они это особо не морочат. Ирландия. Англия. Англия. Данич, Дания. Инглинц. Денмарк. Европа. Ну Денмарк. да. Это, окей, это Ну, Финляндия. Норвегия. Норвегия. пусть будет. Гей тогда. Швеция, Швеция. Итальянец, наверное. Швейцария, не, на Я в итальянский Европе похож. Немец. Немец. Немец, он точно. Немец. Ариец. Сразу Просто- видно, жмут. Молодой немец. Африка, Гана, Гана. Найджирия. Найджирия, может быть, Найджирия да. сразу. Хорош. Ты- Қарындасың ғой. Қарындас. Русская? Русская, наверное. Украинка. Ну, вообще. Беларусь. Не-не-не, это что-то типа Швеция, не? Нет. Англичанка. Ближе к Даниилю. К Даниэлю? Это ЮАР? Южноафриканская? Кейптаун. Нет, такой нации нет же. Даниэлю. Ближе к Даниэлю? Типа что? Австралийка. Полячка? Полячка? Полячка. Там Это даже мы флаг расисты, красный. понял, да? Да, да, Ты же сразу. сказал. Вот она вот прикольная, как будто вроде... Татарка. Татарка, да, тоже такая. Беларусь. На татарку сильно похожа. Да, без понятия. Она Ну, хотя говорит бы- по-русски? Европа. Она не говорит по-русски. Италия. Она не Албания, это Албания. Это Чешка? похож на русский. Чешка? Балтийский стран. Серб. Да. Сербский, сербский. Сюда. Сербский. Серпухова. Так, Япония. Ну, Китай. Монголка. Да. Как будто. Таджикистан. Не-не-не. Нет, азиатка. Ну, это в Туркменистан. СНГ, да, входит? Туркменистан. Туркмен? Якутский, А, это Туркменистан. Якутия. Туркменка? Бурят. Узбечка? Узбечка. Окей. Ну, такая не сильно... А, Ну, хотя не не- узбечка. хотя, да, похоже. Узбечка, да. Таец. Это филиппинец? Филиппины. Да, вот после пластики.
Фотку после Филиппинцы, пластики. марокканцы, все твои, да? Все, отлично, классно. Переходим к Блицу, следующему этапу. Это у нас такой завершающий. Это blind ranking. Blind ranking. Да, blind ranking. Типа, Ваша задача, я буду сейчас... Мы не знаем, что будет следующее, и нам нужно будет топ составить. Да. Первая страна — это Таиланд. На какое место? четвертая как будто бы. Топ-5 точно он должен замыкать. Это давай. Я там ни разу не был. Это поэтому очень я клевое вообще- место. Не, он все хвалит. Кто был Очень там, всегда клевое 2-3 место. раза барб келет. Назима, вы были? Нет, вот я очень хочу. Таиланд? Но Ездите, хорошо. какую-нибудь халяльную часть этого Таиланда есть? Я в общей сложности, наверное, 5 месяцев там, 2 месяца. Ну что, хорошо, там мужиков В много, аэропорту. типа, Если только посидеть. хотя выглядят они по-разному. Если все совместить, у меня, наверное, год выйдет, что я в Таиланде был. Это клевое место. Да? Год прям? Ну, я 5 месяцев там работал в Бангкоке. Говорят, раньше было круто, а теперь как оно туристически стало, вот эти вот основные места направления, это там... Ну вот, поэтому говорят, не очень. нужно условно посмотреть север Таиланда. Клевое место. Типа не ездить в Паттайю или в Пхукет. А если там даже будет круче страна, а мы на 4-е место поставим Тай, что? Не, нормально, вот типа для первого, 4-е Вообще, место. я бы даже 6-е, может? на 3-е место поставил бы. Ну ладно, 4-е, Ну, окей, сообща. можно. Или что, Четвертое. ты хочешь, чтобы Все меньше? согласны. Давай 5-е поставим и все, типа. Давай, да? замыкай топ-5. Ни тебе, ни мне. Вечерний базар. 5-е. Согласна ты на 5-е место Таиланд? Все. Да, все, пятое место. Следующая страна — это Исландия. Она топ-2 нахуй. Да нет, да, холодно там. Северное сияние. Ты видишь скелеты, не знаю, китов. Ты в этих синих ваннах можешь быть. Да там посрать там холодно, брат. Типа, И, ты там езжай летом, походить чё? полчаса не можешь. Ты должен... брат, ты за экспириенсами идешь. Who the Такого fuck так... cares about the experience? on. Like, you go there and like frozen. Это, like- смотрите, на зиму, вот у него отдых это вот это. Ты пришел, вас встретили, I don't speak English, если что. Тут где all inclusive? Не. И все, Крэгзет all Не-не-не. inclusive. Он сидит Типа, никуда, я 7 дней за- в отеле лежит, Смотри, говорит, Египет shut up! хуйня. Смотри, я за то, чтобы вот типа ходить типа много, 15-20 тысяч шагов, и потом куда-то поднялся такой, вау. Это Исландия, это вся Нет, суть ты типа, Исландии. Где ты 15 тысяч шагов в Исландии Landscapes. сделаешь? Ха? Окей, женщина, выбирай. Что тебе кажется, Исландия хуйня для путешествий? 2 или 9? По его мнению, хуйня. 2. 2. Я очень хочу Исландию. Исландия это must Ладно, все, have. давайте, Исландия Третий. 2. Большинство. Ладно, давайте, чтобы ты не злился. На Нет, третье. три давай, три на давай. третье. Или даже на Я четвертое. тоже не люблю ходить, типа, Типа, идти, посмотреть, и все. Я тоже такой не люблю. да ну нафиг, ладно. Эйфелеву хорошо. башню я был, тоже посмотрел, ну и все. Короче, я считаю, что вот Подыхай. все вот эти Эйфелева башня, Пизанская, Колизей, никуда нахуй они не денутся. Они будут стоять, ты можешь приехать в 50, приехать в 60 лет, посмотреть, созерцать, кайфануть от этого. Нет, Сейчас, всё- когда у тебя есть энергия, наоборот, надо в Исландию, надо где твою какую-то жизненную перспективу может поменять. Вот ты должен в такие места ходить, как будто. Вулканы там Камбоджу, Лаос, вулкан посетить. Всё, Шарит? вулканы. My guy knows ball. Давай, первое место. Вулканы? Не-не-не. Столица Давай, вулканов. кім 4-ші орынға қоя салайықшы. Үшінші қой. А? Үш. Мы с Викой говорим. Кім, три. давай, Сулейфа, мен жеңсем 4, сен жеңсең 3. Вика, Сулейфа, ебани с ним. А, Цуефа по-русски давай. Цуефа. Все. Четвертое. Четвертое место. Следующая страна — Турция. 10, 9. Потому что там Египет, скорее всего, будет, и мы Египет на 10 поставим. Топ-5, да, у нас топ-5? Не, ну в 8. Даже Стамбул. Да, брат, очень не люблю Египет. В этом плане у меня Турция. Меня в каждом углу хотят наебать. Меня это раздражает. Поэтому 8 место или 9 Турция. Да, вот 9, давайте Давайте Турция. девятое. Я во всей Турции был, типа, вот я В на Анталии машине. был, В Анталии, в Алании, Измир. в Стамбул, Памукале, Каппадокия, все. Не, в Стамбуле только 2 Я только раза был. Стамбул и Следующая страна, Хаотичный коллеги, язык. Италия. Ой, Италия, 8. хорошо. Милан. Летом, братан, Кайф. даже вот не Милан, вот летом, знаешь, вот эти роуд-трип сделать, вот там у тебя море, вот здесь дома, Дольче Фернен, да? Красиво, красиво. А, не. We call it the Dolce Vernere. Мгм. A The sweetness of doing nothing. Ага. Давайте. Какой? Какое? Второе? Үш деп қоя салайық. Үш у нас Исландия стоит. Нет. Нет, Четвертым у нас Исландия. Исландия стоит. Он да Үш Италия. Да, үш. Да, Исландию Юрий Дерди. Италия. Всё. Следующая страна. Итаев, прикинь. Австралия. Австралия тоже Я был разъем. уверен, первое или второе Да. Австралия Ой, разъем. там Вот ты. А мне Кенгуру, Вот этот Австралия коалы, эффект. Кенгуру, пауки. Коалы.
Құрт деп берші. Типа, это вообще какой-то другой мир, нет такого? Құрт жейсің ба? Да. Флора, фауна отличается именно сильно. И люди, ну, насколько я слышал, и там знаком с австралийцами, nicest people. Здесь Вот хоть такие. кто-нибудь был в Австралии? Нет, никто не был. Но у меня много осы друзей. Я меня тоже. бы хотел бы побакланить кенгуру. Это опасно. Он ты еще знаешь. скорее Ты всего... видел видео, где мужик такой раз, Я видел. Такой. кенгуру удушающего собаку берет, он бежит. Да. Похуй ему, короче, раз кенгуру Кенгуру вот так. потрясла, собаку забрал. насиловал Я бы собаку, хотел бы вот кенгуру. так. Кенгуру не понимает вот так. Да. Ебал. Он собаку душил, да? Да. Знаете, кенгуру что делают? Они засовывают вот так голову собаки в воду и ждут, пока те, ну, не... А так делают, Да. да? Они могут вот так душить, то есть собаку. Правильно сделал мужик, он Под водой. Один раз дал, он не понял сначала. Ну, это удивительные животные. Короче, да, Австралия, Они да. Топ. собак без заложники берут, потом выкуп просят. Только ради того, чтобы попиздиться с На кенгуру, три короче, коала ставим еще на будет. какое место? На второе место. Блин, ну второе место я согласен. в принципе. Да, Чисто бои с кенгуру. Австралия второе место, верно? Да. Следующая страна это Франция. Overrated as fuck. я считаю. Франция, ой, это... Кто был во Франции? Щит, я был Я во был. Франции. нет. Что, как, ужасно? Щит, да, полнейший. Мне французский народ На просто не английском нравится. не хотят говорить, они ее так... Не, прикольный. Я был в Швейцарии, и там во французской части Швейцарии. И типа они знают английский, но специально не разговаривают. Специально не Парли разговаривают. француз. А он тебя пошел нахер, блин. Вот они бесили меня реально, ё-моё, во Франции. Французы еще чуть-чуть иногда тоже тупо говорить, что все такие, но они думают, что они лучше тебя в целом всегда. А, вот так? Да. Потому что они же проиграли вот в этой войне, не войне, а вот то, что всемирный язык какой должен быть. Да, Вообще, должен что был не быть французский, французский, да, но да. стал английский. Семья-то одинаковая там, Мгм. из языков, да? Какое место Франция? Франция, 8, давайте, наверное, да? щит- Да не-не-не. щит-то был 10-е место. Можно я бы шестое место, седьмое. Ну, красиво, это да, то, что, может, невкусно везде, но места Очень. надо знать, и места надо знать, короче. 8 или 7? Давайте 7 тогда. Я за. Еще французы были самые жестокие колонизаторы. Да, кстати, да. Марокко, там, что еще? 7. Алжир. Алжир. Много стран. Следующая страна это Япония. О, Япония. Вы там были? Япономания. Я не был. Я бывал, Япония. Как путешествие? Классно. Я бы, наверное, номер один даже Да. поставил. Я Это доверюсь. Нихонго. охуевшее место. Да, Япония. Первое место Япония, Охуевшее да? место. それは私と戦うことのできる力を持つ身の口でНатура так. きることはだ。案ずることはない。 Слава Пейна. Япония カラクラ町 на は первом 破壊 месте. されられもなく。 А перевод? Слава Пейна. Это слова одного из злодеев в аниме Блич. Скажите, через Итаему мы нарежем потом. А? Через Итаему скажите, что Итаему? Итамиを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここおい、ここよい。世界に痛みを死ぬら転生 Ал айтқан келсін. Ал айтқандарын келсін. Прикинь, семья в ахуе сидит. Вот так, девушка пришла Кью Назика была знакомить, да, вот так, говорит, вот. Они еще все вот так, а он вот так стоит, да? И вот так своему батю вот так бас куда. Все, ну вот это последнее ты ему делаешь. Отлично. Япония на первом месте. Следующая страна у нас Штаты. США. Я хочу туда, я не бывал там. Супер. Мне там как будто Мне будет по вообще кайфу. не интересно, типа. Мне Ну я бы интересно очень. на 7 поставил бы. Я бы, да, хотя бы на 5. Семерка Франции. Ты чё 5 думаешь? уже есть. 6, наверное. 6? Ну что бы такого. 6 не типа. Франция разве у нас? Остались 6-е, 8-е и 10-е места. Ну, шестое. Шестое, Штаты. Штаты 6-е. Опасно немножко, но зато там классно. Да. Следующая страна это Китай. Блин, жалко. Жалко, надо было... Вообще Китай. А какое у нас место осталось? Остались только 8-е и 10-е места. Ну блин, я бы 8-й, потому что 8-е. я бы в Китай очень хотел бы полететь. но я Китай туда крутой. Ну, типа, не Там видел, очень много нельзя мест, туда. да. Ага, тут, типа, можешь не вернуться, да? Ну, типа то, что был членом вот этой О, освободительной тем более, темы. не, нафиг туда не надо ссылаться. Да, удачи. Ты куда летишь? Завтра. Кайф. А с Пекина дальше куда ты едешь же? Нет, Жалко. Попробуй потом Пекинскую утку. не в Пекин. Шанхай. хорошо. Да. Потому что Пекин из них самый как раз. Ну, я не хочу портить ничего, но столица Китая, кайф. Шанхай был? Стена. Китайская стена. Ты в Шанхае был? Да. Ну, шарит, короче. Там работал. Шэньчжэнь, кайф, Шанхай. Женьшень, брат, правильно? Женьшень, точно. Да.
Китай мы ставим на 8-е К место. сожалению. Да, к вашему большому сожалению. И на 10-м Индия. месте у нас получается Швейцария. Ну и Блин, плюс это вообще будет, да, незаслуженно. да. Я бы с кем-то поменял бы ее. С кем? Да. Ну, с Что у нас? Исландией, с Исландией я Это, поменял конечно, бы. круто. Ну, на 10-й я бы не То стал. есть Блин, Швейцария вообще великолепно. лучше, чем Исландия? Мы, короче, 10 лет назад были в Швейцарии, и я приехал Францией, туда С Францией. с обувью. У меня она грязная была, короче. Алматыдан, короче, не успел почистить. То есть, там, Вернулся чище она. брат, клянусь, пахмоп кельн. После Швейцарии, клянусь. Мы Почему еще, ты мыл их? мы еще в городе Монтрео были. Это типа город, типа где вот швейцарцы, они типа всю жизнь бабки зарабатывают, и потом там свою старость, короче, Да, встречают. да. Там Тихо. аташки только на Порше двигаются, короче, понял? Там вот такой город красивый, там Фредди Меркьюри получал вдохновение, короче. Вот такой, да? Да, там геи вдохновляют. Having a В общем, good и time. Там, Не короче, надо туда огромное озеро и горы, и в этих горах завод Эвиан. Ну, считай кольцой. Да. Эвиан, они Эвиан говорят. Короче, и по всему городу вот эта вода течет в трубах. Типа, ты моешься, за срёшь, 1700 да. покупаем, да? 1700 литров стоит. Литр. И мы эту страну... Crazy. У них что еще? Они шоколад разъеб делают. Да. И мебель. А нет, мебель Швеция. Таблерон. Мебель Я, Швеции. кстати, Да, этот шоколад, когда приехал, в этот, у нас в Магнум, не в Магнум, это в другой, это Интерфуд, там 10 штук купил, дешевле было, короче, и подарил всем. Этот, как его там? Этикетку ЕАЦ убрал. Сори, ребята. Это быть счастливым. У тебя есть что-то? Я наместный. Жить Ну, в Казахстане. Хорошо, как ты себя чувствуешь, вот одним словом сказать, за последние 3 года, как Фраза ты переехала? Принятый. А это важно, ничего себе. Марк, Так, какой вопрос там был? что для тебя значит быть казахстанцем? Для меня значит фраза быть эта. казахстанцем. Это значит быть патриотом, как минимум, своей страны. И я понимаю, что у меня есть нация, у меня есть там страна проживания, да, но в любом случае я себя ментально отношу к казахской нации, хоть внешне я кореец, и в целом 2 нации, короче, у меня есть. Казахстанцем меня делает то, что я культуру этой страны, да, где родился, там пригодился, как говорится. Это я вот за этот момент, ни в коем случае моя родина не там где-то. Ну, можно сказать, родина, вот и все. Отлично. Да, если одним словом. Да, Казахстан для меня быть казахстанцем — это быть дома, Да, дома, прям. где родные Продакшн. люди, все по-домашнему, уют Кайф. и Классно. счастье. Быть Классно. казахстанцем — это быть свободным. Вот. У нас просто казах слово, это свободный человек переводится. Поэтому да, быть свободным. А так все хуйня, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Нормально. Всем спасибо. Достық үшін барлығы кім, какая разница, кто какой национальности депті ғой кезінде бір танымал философтар, білмеймін кім айтқан. Сондықтан мейірім, шапағат төгейік бір-бірімізге. Қандай елден болсын, қандай этностан болсын, ол нәрсе біз үшін маңызды сұрақ болмасын. Тек қана любопытство үшін сұрайық. Ешқандай андай. Махаббат болсын, достық үшін. Біріміз зерттеу үшін, жаңа нәрсе білу үшін ғана. А так бәріміз жер планетасының тұрғынымыз. Сондықтан иә. Жер планетасында. Иә, Базарлық айттың. дұрыс қой енді, мы все, Дұрыс. мы земляне. Да. Оның ішінде Марсиане, черти. Всем пока. Классно.